Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы собрались на очень значимое для нас мероприятие. Сегодня у нас состоится презентация книги доктора исторических наук Андриана Афанасьевича Борисова «Беседы и рассказы о якутской истории». И данная презентация у нас приурочена к 50-летию со дня рождения автора Андриана Афанасьевича Борисова, который как раз мы отмечаем сегодня. Уважаемые друзья, мы проводим нашу презентацию в здании исторического зала Национальной библиотеки и на платформе Национальной библиотеки, за что мы благодарим организаторов и руководство Национальной библиотеки за оказание содействия в проведении данного мероприятия. В начале нашего мероприятия хотел бы сказать, что наша презентация проходит на обоих государственных языках нашей республики, на русском и якутском, и по вашему желанию вы можете выступать и как на русском, так и якутском языках. И разрешите приступить непосредственно уже к самой презентации нашей книги и в начале нашей презентации предоставить приветственное слово председателю Президиума Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, члену-корреспонденту Российской академии наук Михаилу Петровичу Лебедеву. Спасибо. Меня слышно, видно? И слышно, и видно. Ага. Добрый день, друзья. Добрый день, коллеги. Я нахожусь в служебной командировке в Всероссийском институте авиационных материалов. Проходит также очень важная конференция, которая связана с элементами изменения климата и влияния на особенности сложных технических систем. Поэтому вот издалека я приветствую всех и считаю, что вот сегодняшняя конференция, она очень важная по теме, по тем вопросам, которые мы будем обсуждать. А основа является вот монография, книга, которую написал наш исследователь Федерального исследовательского центра Андриан Афанасьевич Борисов. Свои вот к юбилейной дате Андриан Афанасьевич подошел солидным багажом. Он доктор исторических наук, один из главных наших ведущих научных сотрудников Федерального исследовательского центра. И его заслуги, конечно, отмечены и на международном уровне, на уровне Российской академии наук, что подтверждает почетная грамота Российской академии наук, подтверждает его значимость в Сибирском отделении Российской академии наук, что подтверждено также почетной грамотой Президиума Сибирского отделения Российской академии наук. Мы гордимся, мы знаем, что Андриан Афанасьевич очень результативный, очень талантливый исследователь. Мы уверены, что будут получены еще новые знания по его научной деятельности. Его научная деятельность, конечно, очень сложная и ответственная, потому что надо быть очень скрупулезным исследователем, надо работать и с архивами, и со многими документами, ну и в то же время должна быть его гражданская позиция, которая должна добывать настоящие знания. От имени Президиума Якутского научного центра, Андрей Афанасьевич, мы вам желаем дальнейших новых свершений. У вас очень большой багаж и очень интересные
научные направления, которые надо изучать и изучать. Мы уверены, что будут еще много публикаций, много изданий на базе ваших исследований. Всего самого-самого доброго, дальнейших успехов. Ура! Спасибо большое, Михаил Петрович. Уважаемые друзья, мы продолжаем. Вот как раз сама трудовая, научная деятельность Андриана Афанасьевича показывает преданность его своему делу. Фактически у него одна запись в трудовой книжке после окончания Якутского государственного университета. Андриан Афанасьевич Борисов устроился на работу в Институт гуманитарных исследований, позднее преобразованный уже в нынешний Институт гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера, СОРАН. И поэтому понятно, что сегодня на нашей презентации выступят коллеги Андриана Афанасьевича. И приветственное слово я хотел бы предоставить директору Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук, кандидату филологических наук Наталье Иннокентьевне Поповой. Наталья Иннокентьевна? Меня слышно? Да, слышно и видно. Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте вас приветствовать на торжественном мероприятии, приуроченном замечательной юбилейной дате главного научного сотрудника Института Андриана Афанасьевича Борисова. Значит, Андриан Афанасьевич работает в институте неполных 30 лет, это срок небольшой. Он начал со старшего лаборанта и рос до главного научного сотрудника. За этот период он успешно защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую диссертацию и внес своими исследованиями значительный вклад в изучение исторического прошлого якутского народа. Кроме того, он ввел в научный оборот значительное количество архивного материала. Ну, с учетом достижений Андриана Афанасьевича, научных достижений его, значит, институт ходатайствовал перед Российской академией наук, и, значит, в феврале месяце еще вышло распоряжение Российской академии наук за подписью президента Александра Михайловича Сергеева о награждении Андриана Афанасьевича почетной грамотой Российской академии наук. Кроме того, как сказал Михаил Петрович, значит, по ходатайству Федерального исследовательского центра также Андриан Афанасьевич награжден почетной грамотой Сибирского отделения Российской академии наук. Ну, поскольку, значит, в день рождения принято дарить подарки, то я бы хотела от имени коллег по институту, с учетом научного интереса Андриана Афанасьевича к древней истории якутского народа, подарить результат полувекового труда якутских лингвистов института, 15-томный толковый словарь якутского языка, 15 томов, который Андриан Афанасьевич в любое удобное для него время может получить в институте. То есть я думаю, что он здесь найдет для себя много полезного, в том числе и по истории якутского народа. Ну и я бы хотела со своей стороны от себя лично и от имени коллектива пожелать Андриану Афанасьевичу дальнейшей успешной деятельности, ну и в будущем, конечно, всего доброго. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Иннокентьевна. А сейчас разрешите слово предоставить научному руководителю Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, доктору исторических наук, профессору, академику Академии наук Республики Саха-Якутия Анатолию Николаевичу Алексееву. Анатолий Николаевич, пожалуйста. Анатолий Николаевич. Анатолий Николаевич, у вас звук выключен. Микрофон включите, пожалуйста. Микрофон. Ага, вот, все. Слышим, но не видим. Да.
Теперь не видно. Ладно. Главное, слышно, это гораздо важнее, чем Да, видеть. конечно. Да, но я поздравляю Андриана Афанасьевича с юбилеем. Хочу напомнить, что древние якуты не каждый год и даже не каждое десятилетие считали важным для того, чтобы отмечать его как юбилей. Например, 70 лет – это вообще даже как-то и табуировано было. Прохладцы относились к 60-летию, но вот 50 лет отмечали очень пышно, считая, что это есть очень заметная возрастная инициация. Когда мужчине исполняется 50 лет, он переходит в другую группу, в когорту аксакалов. Вот с этой возрастной инициацией я Андриана Афанасьевича поздравляю с тем, что он теперь по праву считается аксакалом якутского народа. Теперь я поздравляю Андриана Афанасьевича с выходом книги. На самом деле эта книга, ну, мы все знаем, на самом деле эта книга – это собрание, скажем так, сочинений Андриана Афанасьевича, написанных в разные годы. Причем они все написаны в одном жанре – это научно-популярные беседы и рассказы о древней истории Якутии. Они написаны очень хорошо. Книга очень-очень хорошо продумана, структура ее просто великолепна. Так что молодец, Андриан Афанасьевич, так держать, продолжать. Ты идешь, вот, скажем, по целине научной популяризации истории Якутии. Ты первым плугом прошелся по этой целине, и теперь вот очень успешно продолжаешь. Продолжай в том же духе, желаю тебе больших успехов в этом деле, потому что не всем дано писать вот так, как тебе, не всем дано вот так вот выстраивать, скажем, в форме диалога, в форме дискуссии и доводить свои мысли, свои идеи до читателей. Я, может быть, повторю для Андриана Афанасьевича специально то, что всегда говорю тогда, когда присутствую на презентации его книг, что надо Андриану Афанасьевичу особое внимание обратить на потестарный период истории Якутии, истории якутов. Это очень интересный узловой такой вопрос, который интересует многих и многих людей, многих якутян интересует. И, так сказать, есть некий запрос, общественный запрос на то, чтобы эта тема была очень досконально изучена. И здесь я главные надежды возлагаю на Андриана Афанасьевича и на ту команду, которая сейчас, научную команду, которая складывается вокруг Андриана Афанасьевича. Но теперь я знаю, что Андриан Афанасьевич к своему юбилею собрал круг друзей и коллег. Я с большим удовольствием приветствую наших коллег из Республики Тыва, Марьяну Манге Баировну, к сожалению, я не вижу, но я надеюсь, что меня слышат. Мы с супругой помним замечательную поездку в Республику Тыва. Затем мы заехали в Горно-Алтайск. Я передаю через Николая Васильевича Икеева привет нашим алтайским коллегам, сотрудникам Института алтаистики. Ну и в первую очередь Наталье Михайловне привет от нашей семьи. С удовольствием узнал, что будет принимать участие вот в этом мероприятии Андрей Сергеевич Зуев, тоже человек, имеющий отношение, самое непосредственное отношение к истории, к исторической науке Якутии. Александр Александрович, наш земляк в Санкт-Петербурге, РГПУ,
очень знаменательный, очень важный для нас, северян, вуз. Вам, Александр Александрович, большой привет. Давненько не виделись, сколько лет, сколько зим. Желаю вам всего доброго, всего хорошего. Вот. Теперь, вот Андриан Афанасьевич, я уже сказал, он накапливал материал для той книги, на презентации которой мы сегодня присутствуем. И однажды в процессе накопления материалов для этой книги Андриан Афанасьевич высказался о том, что вот археологам пожелал бы я, чтобы они особое внимание обратили на историю Среднего века, чтобы памятники Средневековья были изучены. Да, палеолит, первоначальные этапы освоения человеком высоких широт, это очень важно. Каменный век и полиметаллы, бронза и железо тоже очень важно для истории, но надо бы особое внимание вам, археологам, обратить на средневековые памятники, средневековые поселения и погребения. И мы это приняли как руководство, что ли, или как пожелание историков. И я рад сообщить сегодня, что сделано очень после этого замечания Андриана Афанасьевича, сделано очень много. Например, мы датировали начало, может быть, начальный этап, не самый начальный, один из начальных этапов кулуно-татарской древнеякутской культуры. Раньше считалось, что это 13-14 века, ну а теперь мы определенно знаем, что начальные этапы кулуно-татарской культуры относятся ко времени не позднее 11, 9, 10 веков. То есть 1000 лет назад предки якутов уже были на Средней Лени. И не просто были, а уже создали свою самобытную культуру, которую мы называем кулуно-татарской археологической культурой. Она датирована теперь. Есть даты, и здесь надо сказать спасибо нашим коллегам из наук, естественных наук. Вот с появлением новых методов датирования, с появлением новых приборов, особенно ускорительных масс-спектрометров, датировки археологов стали более точными, во-первых. Во-вторых, уже не столько требуется материала для анализа. Если раньше, предположим, требовалось там 100 или 150 грамм сажи, угля для того, чтобы получить радиоуглеродную дату, то теперь достаточно всего нескольких грамм, 2-3 грамм органического материала для того, чтобы наши коллеги, химики и физики могли дать нам абсолютную дату. Причем эта дата, она более точная, чем те, которые были сделаны на старых приборах, потому что разброс плюс-минус, он уже сводится к минимуму, совершенно сводится. А раньше там плюс-минус 300-400 лет, то есть 3-4 века, а теперь вот 100-150 лет, и еще существует методика расчета календарных дат уже на основе радиоуглеродной даты. Поэтому здесь есть, сделали мы с помощью специалистов естественных наук шаг вперед, о котором говорил Андриан Афанасьевич. Но мы работаем, конечно, совместно с командой Андриана Афанасьевича, мы, это археологи, имеется в виду. И особенно по проблеме заселения бассейна Вилюя предками якутов. Но на основе письменных источников давным-давно уже считается о том, что только после 17 века скотоводы якуты появились на Среднем Вилюе и Верхнем Вилюе. Но теперь мы знаем, после открытий, которые были сделаны буквально в последние годы,
что это произошло значительно раньше 17 века. И здесь надо отметить наших молодых коллег, в первую очередь Дениса Петрова, который сделал очень хорошее открытие в Сунтарском улусе, а это, считайте, уже выше среднего течения Вилюя, и можно отнести даже к верхнему течению Вилюя. Ну и Влад Сыроватский тоже сделал очень хорошее открытие вместе с Денисом. Ну, вообще, молодая поросль нас только радует, и радует, я думаю, Андриана Афанасьевича своими открытиями, потому что Андриан Афанасьевич этой проблематике тоже уделил очень большое внимание, много времени уделил и озабочен выяснением даты заселения скотоводами бассейна Вилюя. Так что мы работаем сообща, и у нас есть определенные успехи. Я думаю, что мы и дальше будем успешно с Андрианом Афанасьевичем сотрудничать и решать совместно научные проблемы, которые у нас есть. Спасибо еще раз. Большим юбилеем, Андриан Афанасьевич. Спасибо большое, Анатолий Николаевич. Наши участники нашей презентации получили очень много, наверное, новой и интересной информации, которая касается именно средневековой истории нашей Якутии. Ну а сейчас разрешите предоставить слово заведующему отделом истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СОРАН, доктору исторических наук Сардане Ильиничне Баяковой. Сардана Ильинична, пожалуйста. Добрый день, участники сегодняшней презентации, которая приурочена к замечательной юбилейной дате нашего коллеги, доктора исторических наук, главного научного сотрудника нашего отдела Андриана Афанасьевича Борисова. Ну, вы знаете, полагается, конечно, во время юбилейных мероприятий, юбилейного заседания торжественного, выступать с докладами о пути, о трудовой деятельности, достижениях юбиляра, но в этом плане Андриан Афанасьевич, скажем так, не очень благодарный, наверное, объект такого доклада, потому что уже Вячеслав Иванович говорил, всего лишь одна единственная трудовая запись у Андриана Афанасьевича, то, что он много лет назад пришел после окончания Якутского госуниверситета на работу в наш институт, и фактически все это время он проработал в одном структурном подразделении, в отделе секторе истории, пройдя путь от старшего лаборанта до главного научного сотрудника. Одно время также он возглавлял наш сектор и отдел. Но, правда, сразу оговорюсь, что значит, мы считаем, что как бы он вот наш историк, но часть своего трудового, так сказать, времени, трудовой деятельности Андриан Афанасьевич отвел сектору, отделу этнографии. И вот в этом, в его такой междисциплинарности его исследований, наверное, и заключается вот особенность и достижение Андриана Афанасьевича как ученого. Безусловно, он один из крупных и ведущих уже сибирских, наверное, специалистов по средневековой истории якутского народа, в тесной связи и с общей историей всех тюркских народов Сибири. Кроме того, Андриан Афанасьевич достаточно известен и тем, что умеет сочетать вот в своих исследованиях и работать с разными типами источников. Безусловно, как историк, прежде всего он опирается на исторические источники, но и в то же время широко применяет и другие источники, которые очень хорошо легли в основу его работ, и в том числе той книги, которую мы сегодня презентуем.
И также я бы хотела подчеркнуть, что Андриан Афанасьевич является у нас также пионером и междисциплинарных исследований вместе с естественно, научным таким направлением. Он как-то скромно не упоминает, но вот он, по-моему, первым у нас в институте выиграл в свое время научный грант вместе с Институтом биологии. И у них был очень интересный проект, посвященный истории, значит, историческим там, событиям, основанных на сочетании методов дендрохронологии и источниковедения. И еще, что я бы хотела подчеркнуть, что Андриан Афанасьевич один из тех, ну, к сожалению, может быть, немногих академических ученых, которые с самого начала своей научной деятельности очень активно работал с общественностью. Это не только организация проведения гумилевских чтений, одних из первых у нас в России, когда появилась возможность не просто открыто говорить об исследованиях Гумилева, обсуждать их и пропагандировать их. Но также вот буквально даже, наверное, с аспирантских времен очень активно Андриан Афанасьевич сотрудничает с краеведами и с улусами нашей республики. И сегодняшняя презентация, где собраны основные, почему, мне кажется, все-таки не все туда вошло. У Андриана Афанасьевича очень много публикаций в периодической печати, интервью. Вот взял на себя очень такую важную миссию популяризации научных исследований. При этом, конечно, это один из самых сложных и с точки зрения изученности таких неоднозначных периодов. Безусловно, здесь вот понадобилось не только привлечение и новая интерпретация многих источников. Историки меня поймут, очень сложно читаемых, сложно таких обрабатываемых, анализируемых источников 17-18 веков, но и умение все это очень красиво, доходчиво излагать. И вот в этом плане, конечно же, считаю, что Андриан Афанасьевич один, наверное, ну не побоюсь этого слова сказать, один из наших лучших историков в этом направлении. Я хочу еще раз поздравить моего коллегу, становление которого происходило на моих глазах, с которыми мы неоднократно вместе выезжали в экспедиции, в командировки, выступали на конференциях, бок о бок работаем в отделе уже много лет. Замечательная дата и с некой возможностью подвести определенные итоги своей деятельности и наметить новые рубежи. В этой связи то, что сегодня мы презентуем, замечательно, красиво изданную, тщательно подобранную. Ну, в принципе, все, что обычно и делает Андриан Афанасьевич, книгу, изданную, опять-таки, на 2 языках, что тоже очень важно для популяризации истории. И, безусловно, этот факт тоже будет способствовать тому, что работы Андриана Афанасьевича найдут своего читателя. Считаю, что вот это замечательный праздник для всех нас и замечательное с точки зрения именно юбилея, юбилейная дата. Вот так вот отмечать свой юбилей, презентация новой книги, конечно же, это и вполне в духе Андриана Афанасьевича, и как раз его очень хорошо характеризует как исследователя и как человека, который осознает значение и важность исторической науки для всех для жителей нашей республики, и, я думаю, если взять шире, и для многих наших коллег, которые сегодня также присутствуют. Я тоже очень рада, вот вижу по списку участников много коллег из Сибири. К сожалению, я не была вот в этих регионах, но многие из них были у нас в Якутии. И, конечно, мы очень рада, что здесь, благодаря прежде всего Андриану Афанасьевичу, мы продолжаем наше сотрудничество и надеемся и дальше будем развивать новые интересные проекты.
Ну и в заключение хочу выразить еще раз Андриану Афанасьевичу благодарность, но теперь уже и потому, что на Андриана Афанасьевича сейчас возложена очень большая, высокая миссия возглавить именно досоветское направление нашей истории. И уже на протяжении многих лет, нескольких проектов, Андриан Афанасьевич где-то, может быть, наступая на горло собственной песни, потому что, прежде всего, он, конечно же, великолепный специалист по медиевист, по средневековой истории. Он возглавляет вот это направление и организует вокруг себя, помогает в подготовке кадров именно специализирующихся по досоветской истории. Вот, и как раз вот, кроме проектов, которые тоже открывают новые направления нашей исторической науки, Андриан Афанасьевич несколько лет возглавлял также и работу над подготовкой и написанием истории Якутии до советского периода. Второй том. И надеюсь, что в этом году уже окончательно завершится весь трехтомник, и к столетию республики наш институт, историки республики преподнесут этот подарок, не боюсь высокопарных слов, наверное, нашему народу. Андриан Афанасьевич, позвольте от имени ваших коллег, сотрудников отдела, с которыми на протяжении многих лет вы связаны и вы разделяете научные, какие-то человеческие отношения. Поздравить вас еще раз с замечательной датой, пожелать вам крепкого здоровья, новых творческих достижений, новых книг и благополучия, счастья вашей семье. И, кстати, хочу подчеркнуть, вот несмотря на то, что Андриан Афанасьевич многодетный отец, у него большая семья, всегда находил возможности он и участия в общественной жизни института, участвовал и в спортивных состязаниях, и в общественной жизни отдела. И самое главное, конечно же, вот почему человек на протяжении многих лет, десятилетий работает, вот вы знаете, и 90-е годы были очень непростые для науки. Прежде всего, конечно же, благодаря огромной преданности своему делу, своему призванию. Андриан Афанасьевич, еще раз спасибо вам за ваш такой подвижнический труд, за ваш вклад в развитие исторической науки и за ту огромную работу, которую вы проводите по популяризации исторических исследований. Поздравляю еще раз. Спасибо большое, Сардана Ильинична. Сейчас разрешите, пожалуйста, предоставить слово нашим коллегам из исторического факультета Северо-Восточного федерального университета. Слово предоставляется декану исторического факультета, кандидату исторических наук Наталье Анатольевне Стручковой. Пожалуйста, Наталья Анатольевна. Здравствуйте, уважаемый Андриан Афанасьевич. Здравствуйте, уважаемые участники торжественного мероприятия, посвященное и приуроченное знаменательной дате 50-летия со дня рождения Андриана Афанасьевича и приуроченное к презентации к такой великолепной книге «Беседы и рассказы о якутской истории». Разрешите от имени профессорско-преподавательского состава и всего студенчества сегодня поздравить с этим знаменательным событием и имею честь быть деканом старейшего учебного подразделения нашего университета и от имени нашего Северо-Восточного федерального университета также поздравить с юбилеем Андриана Афанасьевича. Потому что Андриан Афанасьевич отмечен высокой наградой нашего университета, почетной грамотой ректора Анатолия Николаевича Николаева. Ну и сегодня я бы хотела сказать, конечно, первое, что говорит, конечно, образовательное учреждение, это о студенте Борисове Андриане Афанасьевиче. Мы с гордостью говорим о том, что в 1992 году выпуск ознаменован, когда Андриан Афанасьевич получил диплом специалиста, тогда специалитет был по истории. И я думаю, что его достижение, что он так рано, замечательно защитил докторскую диссертацию, надеюсь, это немалый вклад, конечно, того образовательного учреждения, в котором он учился.
Наш университет, наше историческое отделение, факультет, безусловно, основано на величайших научных исследованиях и научной школе нашей профессуры. И отрадно сознавать, что в каждой победе, в каждом успехе нашего выпускника есть доля также и исторического факультета. Хотелось бы отметить, что 90-е годы, 80-е, они были очень сложные. Я думаю, Сардана Ильичевна очень права. Это время, когда в науку никто не шел. И даже, я думаю, получить историческое образование особо-то люди все хотели поступить на экономическое отделение, шли в брокеры. И я думаю, только особые люди выбирали именно вот такое гуманитарное направление по призванию. И пример, когда мы говорим о выпускниках нашего факультета, мы всегда ставим людей, которые достигли больших успехов в образовании, прежде всего в науке и в другой среде, общественной среде. Я думаю, в этом ряду Андриан Афанасьевич занимает особое место. И он является примером для нашего студенчества, особенно такого, который занимается научной деятельностью. Ну и, конечно, хотелось сказать о том, что Андриан Афанасьевич наш коллега, потому что он, пусть перерывами, но работал на историческом факультете. Он участвовал в подготовке специалистов и сейчас в целом поддерживает работу нашего факультета в той части, которую мы называем Государственная аттестационная комиссия. Это процедура, которая венчает весь процесс обучения наших студентов. И думаю, что мнение председателя ГАК и его выверенные рекомендации очень важны для студентов. Некоторые, да, заканчивают и получают диплом, идут учителями, вот, но ведь многие, они идут и в научную среду. И я думаю, любая рекомендация, помощь председателя ГАК – это, опять-таки, окрыление на успехи в научной среде и в дальнейшей жизни в историческом образовании и науке. Ну а то, что книга, которой мы сегодня очень внимательно все ознакомились, беседы и рассказы о якутской истории, это действительно, соглашусь с коллегами, что научная популярная его составляющая сейчас очень имеет большую потребность в обществе. И среди населения в первую очередь, но и студенчество, которое, конечно, мы учим по академическим книгам фундаментальных исследований, но все равно студенты, прежде всего, мы рекомендуем литературу, которая очень доходчиво и ясно выражает мысли личности исследователя. И очень интересно, что в данной книге мы видим неординарный подход. Помните, там диалоги современника, да, который дает собственную оценку. Думаю, в научной среде и вообще в академической среде достаточно сложно выражать, возможно, вот такие вот активные свои позиции. И то, что сделал в этой книге и на протяжении своей жизни, и в очерках публицистических Андриана Афанасьевича, вызывает большое уважение. Но и в научной среде, конечно, нашего факультета сотрудничество в рамках договора у нас с Институтом гуманитарных исследований, в котором так долго работает Андриан Афанасьевич, безусловно, тоже есть заслуга и вклад. Но об этом я бы хотела попросить сказать бессменного практически нашего заместителя по научной деятельности, кандидата исторических наук Наталью Николаевну Радченко. Позвольте ей сейчас передать слово, а потом мы, наверное, еще заключим, потому что у нас есть пожелания, да, для Андриана Афанасьевича. Пожалуйста, Наталья Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости презентации. Вот раз попросила меня Наталья Анатольевна выступить, я несколько слов хотела бы сказать от имени преподавателей, студентов нашего исторического факультета о книге, на презентации которой мы сегодня собрались. И вот что я хотела бы отметить, я сразу прежде всего обратила внимание на название этой книги. Книга имеет такое интересное название, вроде бы простое с одной стороны, да, но с другой стороны оно очень располагает к чтению. Да. Вот эту книгу хочется брать
и читать, и изучать то, что в ней написано, да, вот мне очень понравилась книга, да, очень хорошее издание, и большое спасибо Андриану Афанасьевичу за то, что вот мне посчастливилось уже стать владельцем этой книги. Спасибо большое за этот подарок, да, у нас юбилей, но мы получили замечательнейший подарок, да, все наше историческое сообщество в виде этой книги. И я хотела бы, успела только немного, конечно, посмотреть, да, и хотела бы обратить внимание на несколько моментов. Сегодня мы очень часто говорим об исторической памяти. Историческая память у нас проявляет себя во времени и пространстве, и именно в связи с какими-то историческими событиями, памятными датами, юбилеями, да, мы всегда обращаемся к истории, и наше общество, оно задает какие-то вызовы, да, задает какие-то вопросы, как жили наши предки, как управлялись наши предки, да, какая связь между Якутией и Чингисханом и так далее. Да, и к кому обращается наше общество вот с такими вопросами? Оно обращается как раз к историческому сообществу, к историкам, таким как Андриан Афанасьевич, и он как раз для нашего сообщества является тем историком, которому доверяют, которому верят, к которому всегда обращаются и журналисты, и средства массовой информации, да, с этими вопросами. И как раз в этой книге мы видим, как собраны статьи, материалы Андриана Афанасьевича Борисова по каким-то интересным дискуссионным вопросам. И очень хорошо, что все они собраны в одной книге. Они выходили в свое время где-то в газетах, в журналах, да, сегодня их сложно, наверное, найти, а вот то, что сейчас они изданы, собраны под одной обложкой, это прекрасная, замечательная идея, и спасибо Андриану Афанасьевичу и его соратникам за то, что эта книга появилась, да, за то, что сейчас в одной книге мы все это можем увидеть, прочитать, и книга будет интересна и историкам. Там есть очень хорошие такие историографические очерки. Вот когда мы занимаемся со студентами, мы видим, что у нас не так много историографических работ выходит, и то, что в эту книгу вошли как раз такие историографические очерки, да, статьи, я думаю, это будет большим подспорьем для наших студентов, которые всегда затрудняются с оформлением историографии своих выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций. Я думаю, книга Андриана Афанасьевича как раз им очень-очень поможет. А также в книгу вошли научно-популярные статьи Андриана Афанасьевича, и они написаны таким прекраснейшим языком, который доступным, понятным, да, широким кругам читателей, школьникам, учителям, всем, кто интересуется историей. Да, читаешь эти статьи и просто представляешь себе, как жили люди в XVII веке. Да, вот возникает такая картина. Поэтому мне кажется, что вот эта книга, она пригодится и в краеведческой работе, да, и в работе школьников, учителей, станет для них большим подспорьем. Ну и в завершении я хотела бы присоединиться ко всем поздравлениям Андриана Афанасьевича Борисова с этим замечательным праздником, с таким вот достойным завершением, наверное, 10-й пятилетки, да, мы как историки всегда выражаемся такими историческими понятиями, терминами, да, и хотелось, чтобы он поставил себе очень хорошие задачи и плановые показатели еще на следующие 10 пятилеток, да, и достойно тоже их выполнил. Крепкого вам здоровья, счастья, успехов и новых творческих достижений. Спасибо, что дали возможность высказаться. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Наталья Анатольевна. Николаевна, Спасибо я большое, тоже Наталья Николаевна. хочу еще раз сказать о том, что, уважаемый Андриан Афанасьевич, примите наши поздравления и пожелания вам крепкого здоровья и больших еще научных достижений, новых творческих таких идей и, самое главное, очень большой такой жизненной энергии. И я думаю, что большая заслуга еще и в ваших успехах, наверное, вашей семьи, которые сегодня отмечали. Я передаю им привет и пожелания здоровья. И в целом хочу тоже сказать о книге, что здесь большой труд. Видно, с какой душой она сделана. Хочу отметить работу ответственного редактора Татьяны Владимировны Павловой-Борисовой. И, конечно, я думаю, немаловажное значение в этом труде – это библиографический редактор
Валентина Николаевна Павлова, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. Спасибо вам. Еще раз наши поздравления. Спасибо большое, Наталья Анатольевна. Спасибо большое Наталье Николаевне. А сейчас я немножко вне программы чуть-чуть внесу небольшие изменения. Вот сегодня очень много говорили о роли Андриана Афанасьевича именно в популяризации исторической науки. И очень много в свое время статей выходило у Андриана Афанасьевича в журнале «Илин». И я хочу предоставить сейчас слово главному редактору журнала «Илин», заведующему кафедрой журналистики филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, кандидату политических наук Олегу Гавриловичу Сидорову. Олег Гаврилович, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Андриан Афанасьевич. Я очень рад присутствовать вот на таком мероприятии, как презентация вот вашей книги. И очень рад вот оценке ваших коллег, очень высокой оценке. И я добавил бы, что Андриан Афанасьевич, я очень благодарен судьбе, что познакомился с ним вот где-то в середине 90-х годов, и Андриан стал нашим постоянным и автором, и еще он у нас как научный консультант. Вначале в нашем журнале сотрудничали Егор Гураш Алексеев, Василий Николаевич Иванов, Егор Спиридонович Шишигин, вот, ну, такие наши мастодонты нашей исторической науки, Анатолий Игнатьевич Гоголев. И Андриан Афанасьевич из молодой плеяды наших историков, он оказался как раз тем человеком, который именно вот на стыке 80-х, 90-х, 2000-х годов положил, наверное, один из важных кирпичиков вот, понимания исторической памяти, национальной памяти. И мне кажется, вот это его заслуга через именно периодическую печать, через журналы, газеты, выступления на радио и телевидении. Это очень было важно для якутян, для всех, потому что Андриан Афанасьевич выступает и на русском, и на якутском. Он замечательный автор. И вот научно-публицистические труды Андриана Афанасьевича, мне кажется, они вот как бы составляют золотой фон, в общем, нашей публицистики и журналистики. Поэтому я еще раз очень хочу поблагодарить Андриана Афанасьевича за то, что вы участвовали в работе вот журнала или наших приложений, вот или Невразия. У нас было такое приложение, газета. Потом еще и одно приложение «Илин Резонанс» и так далее. То есть Андриан Афанасьевич очень активно участвовал вот в продвижении истории до, так сказать, до широких читателей. В этом его большая заслуга. Мне кажется иногда, что вот без Андриана Афанасьевича, без его произведений, без его статей, все-таки вот наш журнал был бы намного беднее, и мне кажется, в этом его большая заслуга. И я его поздравляю с этим замечательным юбилеем, с этой книгой, и хочу тоже также поздравить семью Андриана Афанасьевича. Это очень научная, творческая семья. Татьяна Владимировна, матери Альбина Андриановна, Валентина Николаевна, мне кажется, вот просто очень такой день для вашей семьи, дети ваши. Я всех хочу вас поздравить с юбилеем, с выходом книги. В общем, наши подарки этой книги я постараюсь передать Андриану Афанасьевичу лично. В общем, в течение вот этих дней. И еще, кстати, Андриан Афанасьевич участвует и ГАК, в работе ГАК нашей кафедры журналистики. Он член ГАК по магистратуре политической журналистики. И я тоже передаю большой привет и благодарность от коллектива кафедры журналистики. Ваша поддержка наших магистрантов, это тоже немаловажно. Поэтому спасибо еще раз и дальнейших успехов творческих, здоровья. И мы очень уверены, что Андриан Афанасьевич еще напишет, еще подарит нам массу интересных статей научно-публицистических. И конечно, и будут научные труды. Спасибо, и успехов, здоровья. Спасибо большое, Олег Гаврилович.
Ну, наверное, участники нашей презентации уже прочитали сообщение в чате от нашего коллеги из Монголии. И разрешите предоставить слово заместителю директора Международного института кочевой цивилизации, доктору истории, доценту, ведущему научному сотруднику Нямдагу Ганбату. Пожалуйста. Мы вас не слышим. Пожалуйста, микрофон включите. Извиняюсь, это я не заметил. Большое спасибо, что дали возможность выступить с поздравлениями. Прежде всего, большой привет нашим коллегам, друзьям, с которыми давно не виделся. Надеюсь, что в скором будущем мы встретимся, пожмем крепко друг другу руки. Ну, юбиляру мои самые искренние поздравления. Андриан, у тебя еще порох в пороховницах, она еще не окончилась, я думаю. Вот. Ну, что приятно, это когда вот занимаешься историей древних кочевников, она обязательно в какой-то мере должна, я думаю, касаться истории якутов. Еще монгольский большой ученый, академик Ранченов Бембе отмечал, что если надо заниматься историей хуннов, то надо ехать в Якутию. К сожалению, до сегодняшнего времени, думаю, что каких-либо основательных, таких фундаментальных работ ученых Монголии и Якутии вроде бы не было. Я помню нашу первую встречу, когда я еще работал в Институте истории. Андриан приезжал с директором. Вот мы тогда обсуждали серьезные вопросы о совместных исследовательских проектах. К сожалению, оно как-то застопорилось, но здесь уже повлияли разные ситуации. Так что, надеюсь, скоро мы начнем эту работу. На днях Андриан прислал мне проект, то, что вот давно вот лезло на язык. Вот. Очень хороший такой проект. Дай Бог, чтобы все это реализовалось. Труды Андриана, к сожалению, вот, пока сидел, ждал, оно, оказывается, уже началось. Я не смог полностью прослушать и просмотреть презентацию книги. Надеюсь, что очень скоро я возьму эту книгу в руки и с наслаждением буду читать. Я помню, читал труд Андриана про Исах, по-моему, да? Исах был. Исах, да. И с удивлением замечал традиции у якутов и у монголов сегодняшнего очень много схожих, идентичных, я бы сказал, традиций. Вот окропление 4 сторон кобыльим молоком, это и время отмечания этой традиции как раз и у нас тоже такое в это время и происходит. Вот надо, мне думается, надо проехать в Якутию как-то. Ну, хоть пешком поеду, что ли. Пойду, что ли, а? Авось доберусь. Вот, своими глазами увидеть вот, повседневную жизнь обычную, скотоводческую. Помню, в руках держал краткий словарь якутский, и там тоже очень много монгольских слов было. Так что, я думаю, на этом поприще вот, наш юбиляр предлагает очень много идей, у него идей много.
упаси Боже, чтобы они все не забылись. Ну, ты не забудешь, я думаю. Память хорошая у тебя, настырная. Вот. От всех моих коллег, которых ты знаешь, я и всем им передал. Не знаю, сейчас они зайдут или нет, но все просили меня передать тебе большой привет, самые большие, самые искренние пожелания, которые еще есть. И, конечно, твоей семье. Удачный, успешный научный сотрудник, он имеет хорошую семью, у него надежный тыл. Так что твоя жена тоже научный сотрудник, ученый человек. Потому что каждый день слушаешь твою болтовню об истории. У меня тоже в семье люди ходят с книгами. Вот. Дай Бог, чтобы все твои мечты и проекты реализовывались, и ты в дальнейшем внесешь свою лепту в историю Якутии. Спасибо всем. Спасибо большое. И я хотел бы сказать, что вы ничего особо пока не пропустили, потому что вот эта вот часть у нас пока приветственная. И слово о содержании книги, о самой книге у нас еще Слава ждет Богу. впереди. Хорошо. А сейчас я хочу предоставить слово декану гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, доктору исторических наук, профессору Андрею Сергеевичу Зуеву. Андрей Сергеевич, пожалуйста. Андрей Сергеевич, вы на связи? Включите микрофон, включите камеру, если есть возможность. Андрей Сергеевич. Хорошо, пока Андрей Сергеевич, возможно, там какие-то технические заминки, давайте разрешите предоставить слово директору Института алтаистики имени Суразакова, кандидату исторических наук, нашему коллеге из Горно-Алтайска Николаю Васильевичу Якееву. Николай Васильевич, пожалуйста. Добрый день, организаторы данной презентации. Здравствуйте. Добрый день, Андрей Афанасьевич. Спасибо за приглашение к участию в данной презентации. Вот. Спасибо за то, что я вижу и слышу моих знакомых, друзей, коллег, а также мне есть возможность видеть, слышать новых ваших коллег, которых я до этого не знал. Но в десятиричном измерении это где-то 50 лет, да? Где-то от столетия это примерно половина, да? А если 12-летний, это брать методику исчисления, то это что-то между двумя большими датами. 48 и 60, да? Вот. По этой традиции, скажем, 60 как бы считается завершением, как бы неким завершением века. Поэтому я уже слышал слова, которые были сказаны: якутские, оказывается, есть интересные традиции. Вот. Но мы, жители гор, всегда что-то у нас жизнь ассоциируется с горами. Поэтому я думаю, что вы перешли 5 больших перевалов, вершин или около вершин преодолели. Это очень замечательно. То есть, иначе говоря, где-то вы уже на том отрезке времени, когда появляется очень много не только сделанного, но и возможность переосмысления или осмысления предстоящей работы. История, как мы знаем, да, действительно здесь прозвучало, что были времена, когда
исследования отечественной истории очень охотно шли, занимались более практичными, учились, вернее, более практичными делами и так далее. Но к радости нашей, я думаю, что это все-таки в прошлом. Молодое поколение интересуется нашей страны и отдельно взятых регионов и так далее. Чувствуется, что они очень интересуются своим прошлым, ближним и дальним, скажем. Андриан Афанасьевич, значит, мы имели возможность с вами, как говорят, лично встречаться, когда вы вместе с Анатолием Николаевичем, директором тогда Института гуманитарных исследований, бывали у нас в Горно-Алтайске. Я помню сюжеты, когда у нас проходил как раз Ильюин, это, скажем так, похоже на Сах, но чуть, может быть, с небольшими какими-то отличиями. Вот. И я тогда не мог понять, когда угощали, да, за столом нас и вас, и это блюдо было сделано из баранины, и Анатолий Николаевич сказал, что это карта, да, правильно? По-якутски. Я не мог понять, почему он так сказал. Это карта в нашем понимании, это конина из конского сделана, а данное блюдо из баранины. Потом, когда я приехал к вам уже на научное мероприятие, тогда я понял, что одним из основных важных, что ли, компонентов национальных блюда вашей является это конина. Ну, молодой, или там, как сказать. И тогда я и понял, что, в принципе, такие животные, как овцы и так далее, для вашего края они не подходили, не подходят. И, ну, скажем, маленькое такое, как говорят, открытие. Также вот хотел бы, пока еще о книге не говоря, небольшие ассоциации. Вот, я обратил внимание на название сосуда чорон, якутского сосуда чорон. Тогда я был в поисках этимологии, значения слова чорос, да, чур, чурас, те, кто историей тюрков, древних средневековых тюрков занимается, один из таких ключевых терминов, которые, в общем-то, ну, они упражнялись, исследовали этимологиями. Вот. И вот этот якутский чорон мне как бы дал некий толчок. И я вот хотел найти на материалах культуры, традиционной культуры алтайцев некое соответствие. Чувствовал, что здесь что-то есть. Сосуд самый высокий, самый большой из тех, которые, ну, когда стоят для молока, для кисломолочных продуктов. Но главным образом у вас это кобылье молоко, у нас, ну, там они разные, скажем, молоко овечье, коровье, там, и, ну, удивительно, в меньшей степени это кобылье молоко, скажем, у нас, хотя лошадей предостаточно. Вот это сосуд, его название мне как бы некий толчок дал. Но к радости я совершенно случайно в одной из сел наших услышал слово, меня это просто потрясло. Одна бабушка сказала: смотри, вот эта высокая гора Чорон. Я вот думаю, вот мои страдания, поиски, они увенчались большим успехом. Просто бабушка мне подтвердила, скажем, вот это значение этого слова. Но я небольшое отступление специально сделал, ассоциации вот такие. Но теперь хотел бы немного высказать свои наблюдения или мнения, короткие такие, по поводу презентуемой книги. Беседы, рассказы по якутской истории. 5 глав, да, они, в общем-то, логически продуманы, последовательно. От начала до конца, как бы, они есть начало и некая завершенность, ну, для данной книги. И вот, сильно не входя в содержание, скажем, бесед, текстов,
У меня просто тоже некая ассоциация произошла, что ли, сказать. Вот фамилия, например, Сергея Александровича Токарева, да? Но я знаю, что это он по истории Якутии, по культуре Якутии очень много работ сделал, и причем успешные такие работы. Но начинал он у нас, и в 1936 году у него вышла маленькая книга «Докапиталистические пережитки в Ойроте». Тогда это наше административное образование называлось Ойротской автономной областью, ну, нынешняя республика Алтай. Эта книга маленькая, но очень содержательная. Там есть, отложились материал, который Сергей Александрович лично сам собрал в полевых исследованиях. И много у него интересных наблюдений по поводу традиционного общественного устройства алтайцев дореволюционного, то есть 18-17 век, и уже, скажем так, в преддверии больших событий, коллективизации, объединения индивидуальных крестьянских хозяйств. Это ценнейший источник. Вот. Но мысль такой, что он здесь, исследования у нас проведенные, мы дали хороший толчок для того, чтобы он мог переместиться, скажем, восточнее и провести прекрасные исследования Якутии, Бурятии и так далее. Ну, а потом уже, вы знаете, это уже мифология, религия народов мира, где он был главным редактором или одним из таких зачинателей. Вот. Конечно, это всегда вызывает имена таких людей, такие неожиданные, волнующие ассоциации. Второй человек – это Лев Николаевич Гумилев, да, исследователи, историки, не только историки, и близких научных дисциплин этого замечательного нашего историка, не только историка, вот, знает его труды. Вот. Маленький такой штрих. Мы знаем, что в вашем перечне статьи указываете, что у него 1967 год, кажется, или 1969 год, это древние тюрки книги он писал. Писал эти книги, как он, автор сам пишет, и на раз он приходил, чтобы скоротать время на нарах, которые его отправили, как бы говорят, несправедливо. Чтобы это скоротать это время, он начал свои эти рукописи собирать, писать, и в итоге это уже после, уже в дальнейшем, когда он уже вышел, как говорится, на свободу, ему дали повод для вот этой написания, издания книги, знаменитой книги «Древние тюрки». Андриан Афанасьев, вы эти книги, конечно, не могли не ознакомиться, не только ознакомиться, но и вчитаться, и выхватить оттуда идеи, которые он изложил. Но дело в том, что он уже в послевоенное время, когда у нас проводились археологические раскопки, они сейчас в археологии, Анатолий Николаевич знает, и другие коллеги, о том, что знаменитые Пазырыкские, да, курганы, с которых, в общем-то, советская археология, в общем, заявила на весь мир, что есть советская археология, что это такое же мощное направление мировой археологии, скажем. Он, оказывается, он в воспоминаниях пишет, он, оказывается, на этих раскопках участвовал. Просто, как я понял, как разнорабочий или как вот энтузиаст. И это Лаганский район Горного Алтая. И ему это дало возможность ознакомиться с местностью, ландшафтами, горами, долинами и так далее. И я думаю, что он в одной из работ древних тюрков не просто абстрактно, а реально он пишет о том, что где-то вот в этих местах, это юго-запад Горного Алтая, горы, долины, в которые, скажем так, Чеби-хан бежал с района современного Хухото, то есть внутренней Монголии, Китая. Вот. Это удивительно. Но оказывается, вот таким образом вот эти выдающиеся наши исследователи, советские, российские, они как бы связывают, неким образом связывают разные регионы нашей страны. И это как бы в некотором смысле заставляет, а почему бы нам, как говорится, не попробовать каким-то образом
выработать какие-то темы, вопросы и совместно к ним подойти. Хотя я знаю, скажем, что вот здесь присутствует Анатолий Игнатьевич Гоголев, он в своей замечательной, великолепной работе, скажем, посвященной якутам, по сути дела, он попытался обозреть вот этот Алтай, центральноазиатский, вот этот Алтай-Саянский регион и вот это истоки той древнейшей культуры, с которой, скажем, далекие предки якутов везли, если так можно сказать, с собой за Байкал, к северу от Байкала, и там, в общем-то, они его очень хорошо сохранили. Я просто говорю, что есть уже работа, но там есть и другие вопросы, которые требуют освещения. Но также я бы хотел сказать буквально штрихами, без, скажем так, особо глубокого анализа. Вот глава 2. Это, мне кажется, что весьма успешная попытка использования нарративов, то есть устная история зафиксирована в бумажной форме или, скажем так, в основном устная передача была, ну а потом она была зафиксирована на бумагах. Это легенды, предания, поскольку у нас письменных-то практически не сохранилось, поэтому часто приходится опираться именно на нарративы, то есть фольклор, народный исторический фольклор. Я думаю, что вот такие попытки, как от эпических или мифических, или, скажем, легендарных вождей, правителей, вот как Илей, Тыгын особенно, вот, и так далее. Вот, это, мне кажется, очень перспективное вот направление, особенно тем, кто занимается историей раннего Средневековья и древности. Мне кажется, что вам все-таки это в значительной мере удалось, по крайней мере, дать толчок для дальнейших исследований. Вот. Но третья глава, это уже очень ориентирована на специалистов, поэтому здесь те, кто занимается вот этими вопросами, они прекрасно в нем понимают. Скажем, мы знаем, что Якутия, в отличие от других сибирских регионов, она каким-то всегда изначально, наверное, или уже чуть позднее, после вхождения в состав российского государства, она имела свой особый статус, Якутская область, в силу своего расположения, в силу еще своих размеров, масштабов и так далее, видимо. И вот эта история, это Якутская степная дума, вот, скажем, для нас, как говорят, неведомо, нашей истории думы не было, все действовало примерно до реформы Спиранского, да, по сути дела, как бы оставили все старые институты общественного управления. А вот эта дума у вас, она как бы, как говорят, получила свое такое развитие, что ли, и реальное применение истории. Но также позвольте, Анатолий Афанасьевич, юбиляр, я не даю оценок, но просто свои замечания, что ли, или ассоциации высказываю. 5 глава «В спорах рождается истина». Да, действительно, там, я не знаю, там с реальным собеседником вы беседовали, или вы, так сказать, как говорят, образный ваш собеседник был. Но это, в конце концов, не важно. У нас был Владимир Иванович Едоков, ныне покойный, искусствовед, а он, так же, как вы, очень замечательно писал статьи в газетах, у него прекрасный стиль был, и он всегда вот эти статьи сам выдумывал, интервью. И с этим корреспондентом он согласовывал. Но там оставалось только кивать и соглашаться, потому что многие идеи, многие моменты, кроме автора, никто не может сформулировать.
и никто не может его так изложить, скажем. Я думаю, что у вас этот прием, хорошие уловки и так далее, они удались и так далее. Вот. А тех сложных вопросов, да, связанных каноном или уже процессом присоединения Якутского края в состав Российского государства. Я заметил, что вы не уклоняетесь, вы пытаетесь фактами, свидетельствами отвечать на те вопросы, которые в современном обществе, да, российском обществе, якутском обществе, они вызывают часто, вот, иногда бывают диаметрально противоположные мнения. Вот так вот. Уважаемый Андрей Афанасьевич, и вот кратко, но еще вы мне прислали скан книги, которые изданы в Иркутске. Ну, это тоже монография такая коллективная, мощная работа, но они, видимо, как вы сказали по телефону, что мы поговорим еще, разговор впереди, да? Серьезная монография, она немножко созвучна с той книгой, которую мы в 2020 году издали. Вы любезно согласились быть рецензентом, сделали ряд замечаний. Но вы заметили, что у нас не всегда это совпадает, не всегда бывает одинаково вот эта социальная структура, административное устройство и вообще вот это традиционное общество или остатки традиционного общества, которые функционировали уже в российской государственной системе, скажем так, политической, социальной и так далее. Андрей Афанасьевич, ну, как и все вот предыдущие коллеги, ваши друзья, я присоединяюсь к этим, как говорится, теплым поздравлениям, хотя мы на больших расстояниях друг от друга, скажем, но вот этот виртуальный мир позволяет нам видеть, замечать. Я вижу ваши реакции, да, в данном случае, ассоциации. Вот. Я также внимательно выслушал и хочу выразить слова благодарности Анатолию Николаевичу Алексееву за его слова. Как я понимаю, вы в таком хорошем смысле вы тесно, как говорится, взаимодействуете и, как говорится, значительную часть, когда вы формировались как историк, наверное, ваш бывший директор, ныне научный руководитель, приложил немало усилий. Так ведь? Вот. Поэтому позвольте, как бы закругляясь, завершая, поздравить вас с юбилеем. Приветственный адрес мы уже вам послали, вы читали. Вот. Поэтому немного алтайских слов, чтобы какие-то ассоциации были. Күндүлү Андрей Афанасьевич Пижен жылғарлы отқойдыз, соғадары бек болсын, жүз жаш жағар, жүгірік ат мінегер, езен амыр болсын. Спасибо. Ну, по-русски не буду переводить. Те же слова, которые были уже сказаны. Всего доброго. Спасибо большое, коллеги, Николай друзья, Васильевич. с которыми я имею возможность общаться. Спасибо. Спасибо большое, Николай Васильевич. Я вижу, что Андрей Сергеевич подключил камеру, и хочу сейчас предоставить слово Андрею Сергеевичу Зуеву, декану гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, доктору исторических наук, профессору. Андрей Сергеевич, пожалуйста, включите микрофон. Предоставляем вам слово. Ага. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Только небольшую ясность внесу. Директора гуманитарного института Новосибирского государственного университета. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое Андриану Афанасьевичу, что он собрал нас всех, хотя и не очно, но по крайней мере вот в таком онлайн режиме. Очень приятно всех видеть, и дата очень знаменательная. Это знаменательная дата, она знаменательна, конечно, для Андриана Афанасьевича в первую очередь, но, как мне представляется, она весьма знаменательна и для исторической науки Якутии,
поскольку вот эта дата, юбилейная дата историка, который очень активно занимается научными исследованиями, она свидетельствует о том, что историческая наука в Якутии очень успешно и плодотворно развивается. Основы этой исторической науки, становление, развитие исторической науки, основы были заложены еще выдающимися нашими историками Сергеем Владимировичем Бахрушиным и Сергеем Александровичем Токаревым, а потом очень плодотворно трудились такие известные серьезные исследователи якутские, как Георгий Прокопьевич Башарин, Федот Григорьевич Сафронов, Василий Николаевич Иванов, Василий Федорович Иванов, ну и перечислять можно долго. Я скажу, что всегда с какой-то с большой долей удивления смотрю на историческую науку в Якутии, но в рамках, так скажем, того периода, который можно назвать досоветский период. То есть история, так сказать, до начала 20 века, и меня всегда и удивляло, и вызывало восхищение, как много и плодотворно историки Якутии работают вот в рамках этого хронологического периода. Я не хочу никого обидеть, но я не побоюсь, и вряд ли я ошибусь, если я скажу, что, ну, пожалуй, только вот историки Якутии так активно работают на материалах данного хронологического периода. Ну, имея просто некоторое представление, ну, не некоторое, имея, так сказать, представление о том, как работают в других регионах Сибири, я уж про европейскую часть не говорю. Очень хорошие исследования, очень хорошие интересные результаты, и поэтому, возвращаясь к тому, с чего начал, вот юбилей Андриана Афанасьевича, он и демонстрирует, что историческая наука в Якутии находится в хорошей форме. Вот. И, пользуясь случаем, пожелать успехов всем историкам в Якутии, дальнейшей хорошей работы. Ну и, конечно, вот пожелать всяческих успехов Андриану Афанасьевичу. Я вчера пытался вспомнить, когда мы познакомились с ним лично, ну, так, честно говоря, и не вспомнил. У меня впечатление, что мы уж, наверное, лет 20 знакомые, так вот с ужасом подумал, господи, уже 20 лет как знакомы. Знаю труды Андриана Афанасьевича, читал, изучал, и, конечно, они производят очень хорошее впечатление. Там видно новые подходы, попытки нового осмысления истории Якутии, в первую очередь истории якутского народа, попытки вот найти новые подходы теоретико-методологические. Это вызывает, конечно, уважение. И, чтобы больше внимания не задерживать, хочу пожелать Андриану Афанасьевичу дальнейших творческих успехов, здоровья ему, его семье, его родным, всяческого благополучия, и помнить о том, вот Анатолий Николаевич сказал, что Андриан Афанасьевич достиг возраста аксакала. Ну, если это перевести, так сказать, на греческий, да, то это возраст акме, то это возраст мудрости. Поэтому плюс к предыдущим пожеланиям еще и вот пожелать мудрости. Всего самого доброго, всего самого наилучшего. И надеюсь, что придет время, когда мы встретимся лично со всеми. Я с удовольствием бы еще раз посетил Якутск, пообщался бы, поговорили бы. Спасибо всем большое. Я вот
от всей души, от себя лично и от новосибирских историков поздравляю. И я приношу свои извинения, я вынужден отключиться, поскольку рабочее время, я на работе, и через полчаса уже там совещание начинается. Поэтому всем всего доброго, всего самого наилучшего. Еще раз спасибо. До свидания. Спасибо большое, Андрей Сергеевич. Замкнули круг нашего сибирского братства выступления. А сейчас разрешите перейти уже непосредственно к представлению самой книги и предоставить слово автору Андриану Афанасьевичу, который представит свою книгу. Пожалуйста, Андрей Афанасьевич. Спасибо большое. Ну вот, я очень рад, что по моему поводу собралась такая очень представительная аудитория, мои коллеги, мои, значит, студенты, мои, значит, друзья, скажем так, да. И все, кто интересуется историей, я вот всех благодарю за сказанные теплые слова. И вот хотел бы сейчас буквально несколько слов сказать по поводу своей книги. Но она уже была разослана в формате PDF, и вот буквально в эти дни, значит, надеюсь, будет и издан тираж. Значит, ну вот что хочется сказать. Вот в этой книге, вот если, значит, просто задать вопрос, о чем эта книга, ну вот я благодарен моим коллегам, которые сегодня, уже, можно сказать, уже даже разобрали по главам мою книгу. Вот здесь вот видно, да, что книга состоит вот из таких разделов, где я в своих научно-популярных статьях и очерках хотел остановиться, заострить внимание на наиболее интересных, актуальных проблемах истории Якутии. Вот, надеюсь, мне это удалось. Значит, ну вот в первом разделе много говорится о гумилевских чтениях. Но если вот старшее поколение помнит, да, в 90-х годах имя Гумилева было на слуху у всех, так же, как имя нашего выдающегося земляка Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Вот. И поэтому я, конечно, в 90-х годах никак не мог обойти в своих работах труды этих исследователей, идеи этих исследователей. И вот в эти годы начинались такие, я считаю, очень поучительные, очень давшие большой толчок мероприятия, как гумилевские чтения. Здесь вот сыграла большую роль, значит, общественная организация «Сайдыс», президентом которой является доктор физико-математических наук, директор Республиканского лицея Шамаев Иван Иванович. Ну вот, надеюсь, он сегодня подключится к нашей презентации. Ну вот на этих гумилевских чтениях мы поднимали различные вопросы, связанные с историей Якутии, вообще с историей, в том числе родственных народов Якутии, вообще историей Якутии и других проблем, в том числе этнографии, археологии. Вот здесь вот сохранились некоторые фотографии с этой конференции. В частности, вот это был, часть конференции проходила, например, в городе Покровске. Значит, так, ну вот я уже говорил, в судьбах этих двух исследователей пересеклись тенденции эпохи, 20-е, 30-е и последующие годы, когда в том числе очень яркие, да, исследователи оказались зажаты, да, в идеологические тиски. Я думаю, что и те конференции, которые проходили, специально посвященные Ксенофонтову, вот у меня несколько материалов посвящено конференциям о Ксенофонтове, я думаю, мне удалось в этих статьях зафиксировать время, скажем так, да, потому что в этих моих статьях говорится, в частности, в статьях, в которых я как бы даю репортаж об этих событиях, да, запечатлелись именно, значит, те события, да, те, значит, сюжеты, которые вызывали большой интерес, и какие исследователи выступали в этом смысле. Вот эту цель я тоже преследовал в своих публикациях. Ну вот здесь представлена фотография, где хочу просто заострить внимание. Здесь я стою со своими однокурсниками, где мы уже в далеком, значит, 83
по-моему, это был 8-й год или 89-й год, где мы, значит, на демонстрации, посвященной очередной годовщине Октябрьской революции, пронесли портреты выдающихся политических деятелей Якутии, основателей якутской государственности Максима Кировича Амосова, Платона Алексеевича Юнского. Вот. Ну вот труды исследователей, о которых сегодня уже говорили мои коллеги, конечно, они оставили большой след. Вот, хотя Платон Алексеевич Юнский, он прежде всего, конечно, это и основатель нашей государственности, и, конечно, прежде всего, выдающийся поэт, основоположник якутской советской национальной литературы, но он тоже оставил большой след в изучении истории Якутии. Ну и не говоря уже вот о исследователях, которые вы видите на фотографии, Сергей Александрович Токаревич и Георгий Прокофьевич Башарин. Ну я вот назвал Георгия Прокофьевича Башарина в одной из своих публикаций якутским Ломоносовым. Я думаю, это справедливо, учитывая биографию его, да, как он стремительно ворвался в науку. Значит, ну здесь этот раздел первый завершается моими очерками, уже посвященными нашим современникам, Егору Егоровичу Алексееву, ныне покойному, и нашему уважаемому Василию Николаевичу Иванову, который долгие годы руководил нашим институтом. Я думаю, эти очерки будут полезны, как сегодня уже говорили мои коллеги, подрастающему поколению и студентам. Ну, второй раздел, как уже заметили тоже мои коллеги, посвящен тем или иным выдающимся личностям. Ну, конечно, очерк, посвященный проблеме Чингисхана и якутской истории, не мог не оставить равнодушным. И в то время, я думаю, и сейчас будоражит умы наших любителей истории. Там я тоже попытался представить свой взгляд на связь между Чингисханом и историей Якутии. Так, ну вот здесь мы видим двух главных действующих лиц поздней средневековой истории Якутии, Тыгына и Лёгёя. Ну вот я в своих очерках хотел передать драматизм, глубину, значит, ситуации, которая сложилась в конце 17-го, в конце 16-го и первые трети 17 века в преддверии прихода русского государства в Якутии, когда судьбы якутского народа решили такие выдающиеся деятели, как Тыгын и Лёгёй. Но потом в моих очерках большое место занимали, конечно, сюжеты, связанные, ну, я их называю тыгынидами, это потомки Тыгына, один из первых депутатов Якутии, значит, Мазары Базеков и его, значит, потомок Сафрон Саранов. Это достаточно известные личности. Ну и вот некоторые очерки посвящены у меня деятелям Минорического самоуправления, Алексею Аржукову, автору плана о якутах, и, значит, велеречивому писарю Николаю Рукунову, выдающемуся деятелю Якутской степной думы, о которой говорил сегодня Николай Васильевич. Ну, третий раздел у меня, конечно, во многом начинается от того пускового, да, момента в истории Якутии, когда Якутия стала частью могучего российского государства. Ну вот я в своих публикациях, вообще в своих книгах, посвященных для широкого круга читателей, пытался использовать зрительный ряд. И здесь мне большую помощь оказали наши, я считаю, талантливые, выдающиеся художники. Я некоторое время работал с Иннокентием Пестрюковым, ныне покойным, да, вы все его знаете, как он интересовался историей. А здесь вот представлено другого нашего современника, тоже очень известного художника Юрия Голикова, который сейчас живет в Москве. Он очень интересуется историческими сюжетами. Вот здесь вот запечатлен сюжет встречи Лёгёя, значит, Петра Бекетова. Ну, конечно, перипетии присоединения Якутии к русскому государству не могли, значит, я их не мог, конечно, не коснуться в своих научно-популярных работах. Значит, сейчас вот мои коллеги,
в проекте, который возглавляю я, занимаемся проблемами, связанными с историей Якутской области в составе Российской империи. Здесь, я думаю, нам удалось, хоть мы работаем не так давно, достичь достаточно хороших успехов, надеюсь, да, и, конечно, я не мог в своих очерках и научно-популярных статьях обойти эту тему, пытался как-то популяризировать то, о чем мы говорим, для того, чтобы было ясно, да, не только для специалистов, но и для широкого круга читателей. В 4 разделе я собрал статьи, которые манифестируют, да, отражают очень яркие события и факты в истории Якутии. Это, конечно, прежде всего, как я уже говорил, в том числе и присоединение Якутии, но уже дальнейшая интеграция Якутии в состав русского государства. Это вот ясачная политика. Ну и вот, как я уже тоже неоднократно писал в своих работах, актуальными, и, я думаю, во многом такими судьбоносными событиями, судьбоносными сюжетами являются события, связанные вот уже с бытием якутского общества в эпоху нового времени в составе российского государства. Тут тоже у меня есть некоторые научно-популярные очерки, посвященные, ну вот, например, первой ясачной комиссии, да, сюжетом, связанным с исторической демографией якутов. И тут я тоже пытался вот использовать некоторые достаточно известные картины или там менее известные гравюры. Вот в частности, вот гравюра Георгий здесь представлена, которая, вот левая, да, гравюра из книги Георгий, которая была издана в 1770-х годах. Думаю, тоже будет интересно. Ну и вот, конечно, в моих очерках большое место занимают события, связанные, как я уже говорил, с историей Якутской степной думы или вот зарождением общественно-политической истории, которая связана с именем выдающегося деятеля якутской истории Василия Васильевича Кулюмнюря Никифорова. Вот. Ну и вот 5 раздел я решил завершить разделом, где я попытался отразить дискуссии, которые существуют в якутском обществе. Ну вот, в частности, здесь вы видите тоже некоторые картины другого выдающегося художника Якутии Михаила Михайловича Носова, который сейчас не только мною и другими исследователями часто используется для того, чтобы как-то проиллюстрировать свои работы. Ну вот здесь вы видите вот фортификацию якутов. Носов на основании некоторых археологических источников и этнографических пытался реконструировать вот этот спорный вопрос в истории Якутии, какое место он занимал. Ну вот здесь вы видите некоторые фотографии, где я, значит, сфотографировался со своими коллегами, которыми начинал работать и с которыми до сих пор работаю. Вот, ну, в частности, мои коллеги из института, и вот это Пантелеон Павлович Петров, Платон Алексеевич Слепцов, это такие известные исследователи. Ну и вот на правой фотографии мы видим профессора Смит-колледжа, доктора тоже истории Сергея Глебова, который родом из Якутии, он сейчас живет в Соединенных Штатах Америки. С ним сейчас сотрудничают наши коллеги нашего института. Ну вот я и до этого до меня говорили сегодня выступающие. Конечно, мне очень интересно работать с нашими краеведами, потому что они, во-первых, энтузиасты большие. Они видят то, что не видим мы, казалось бы, да, исследователи, которые должны это видеть. Да, но мы часто замыкаемся на каких-то частностях или, наоборот, витаем где-то в облаках. А именно, я их называю коллегами все-таки, потому что они все интересуются историей Якутии, они даже иногда нам помогают что-то увидеть, как говорится. Да, вот здесь я поместил фотографии с намскими краеведами. Сегодня, вот я думаю, некоторые из них выступят. Значит,
Ну вот, как бы вкратце все, да, о моей книге. Я надеюсь, что сегодня может кто-то задаст вопросы, и мы сможем, когда будет свободный микрофон, пообщаться. Спасибо. Спасибо большое, Андриан Афанасьевич. Ну вот те, кто не имел возможности еще пролистать, почитать данную книгу, сейчас получили представление о структуре и о чем эта книга. Ну и сейчас мы продолжим уже обсуждение данной книги, выступление по ней. И я хотел бы предоставить слово старшему коллеге Андриану Афанасьевичу, очень известному популяризатору истории Якутии, старшему научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Суран, кандидату исторических наук Пантелеймону Пантелеймоновичу Петрову. Пожалуйста, Пантелеймон Пантелеймонович. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно, да? Да. Совсем недавно, я помню, Василий Николаевич Иванов, научный руководитель Андриана Афанасьевича, говорил, что Андриан Афанасьевич является самым молодым доктором исторических наук. Доктором наук даже в Якутском научном центре. И прошли года, и даже очень быстро, и сейчас мы отмечаем 50-летие уже крупного историка российского, известного уже за рубежом, Андриана Афанасьевича. Ну, Андриан Афанасьевич является руководителем научного проекта, в составе которого он сформировал группу, коллектив историков, в составе которого собрались до советского периода историки, и даже были в предыдущем проекте участвовали историки из исторического факультета Северо-Восточного федерального университета. Так, Андриан Афанасьевич даже также является руководителем и авторского коллектива второго тома истории Якутии. Он сумел сформировать работоспособный коллектив, в состав которого вошли доктора исторических наук Василий Николаевич Иванов, Юрганова Инна Игоревна, Ширина Данара Антоновна, кандидаты исторических наук Николаев Александр Петрович, Петров Пантелеймон Пантелеймонович. И вот второй том был подготовлен, написан и издан в срок. Получил положительные отзывы историков России. В этом, я думаю, и большая заслуга руководителя второго тома Андриана Афанасьевича. И также вот он, Андриан Афанасьевич, уже говорил, поддерживает тесные связи с краеведами. И он опубликовал 3 таких больших книги краеведческого плана. Во-первых, это сборник архивных документов, касающихся истории Намского улуса 17 века. Вторая книга Тыгынов и Слех, посвященная легендарному и историческому персонажу истории Якутии Тыгыну. Об этом он уже говорил. Третья книга посвящена XVIII веку, деятельности Софрона Сыранова, депутата Екатерининской комиссии. Вот. Он издал все эти 3 книги при поддержке, финансовой поддержке администрации улусов Намского
и Хангаласка. Это говорит о том, что он, как крупный историк, на солидном источниковом материале пишет такие краеведческие труды, поддерживаемые руководителями администраций улусов. Также Андриан Афанасьевич очень много публикует. Он публикует, Олег Гаврилович уже говорил, на 2 языках, на якутском и на русском. В этом тоже его положительная, плюсовая сторона, охват аудитории, читательской аудитории становится большой. Вот. Ну и в заключение я бы хотел поздравить от имени коллег проекта, участников проекта нашего, и пожелать те же самые пожелания, которые были высказаны предыдущими ораторами. И также сейчас виртуально, но все равно реально мы вручим вот якутский нож в подарок. Так, это прославленный, знаменитый якутский нож Саха-Быгара. Вот. И с пожеланиями крепкого здоровья, семейного счастья и крупных достижений в научном поприще. Спасибо. Спасибо большое, Пантелеймон Пантелеймонович. Мы раздвигаем наши границы нашей презентации. И разрешите предоставить слово профессору Института народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Герцена, профессору кафедры северной филологии Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, доктору филологических наук Александру Александровичу Петрову. Александр Александрович, пожалуйста. Спасибо. Слышно меня, да? Да, все хорошо. Да, ну, уважаемые коллеги, добрый день. Я рад приветствовать всех участников презентации, посвященной юбилею 50-летию со дня рождения Андриана Афанасьевича Борисова. Я благодарен Андриану Афанасьевичу за то, что он предварительно отправил мне электронный вариант своей книги. Я имел возможность ознакомиться с ней, и структура. Хорошо, что она написана на 2 языках, об этом уже говорили коллеги. И, конечно, содержание этой книги – это ретроспектива публикаций различных лет автора. И это добрая традиция, которая практикуется у многих ученых, потому что время идет, многие публикации становятся библиографической редкостью, особенно те, которые были напечатаны малым тиражом или в газетах или журналах. Вот. И, конечно, это очень хороший материал, и в том числе, как уже отмечали коллеги, и учебно-методического характера. И Афанасьевича, в том числе и с дарственной надписью, и, если так сказать, карьеру, его путь и дорогу исторической науки по его трудам. И могу сказать, что да, это серьезные монографические научные исследования,
Причем они посвящены истории республики Якутии, начиная всегда архивным материалом. Здесь, конечно, сказывается то, что он является одним из учеников, выпускник Московского историко-архивного института. И Андриан Афанасьевич много работал и работает в архивах города на Неве, в Санкт-Петербурге. Вы знаете, что здесь сосредоточены богатейшие материалы и в архивах, и в библиотеках. Андриан Борисов часто приезжает, бывает у нас и в Институте народов Севера, и у нас в гостях. Много лет дружим, можно сказать, семьями. Я знаю семью Андриана Афанасьевича где-то еще с 90-х годов. Впервые я познакомился с Валентиной Николаевной Павловой, ныне заслуженным работником культуры Республики Саха-Якутия, лауреатом Государственной премии имени Платона. Еще в те далекие трудные 90-е годы прошлого века, когда она приехала оборудование для Национальной библиотеки, тогда она называлась библиотека имени Пушкина, в Российскую библиотеку Академии наук на Васильевском острове. И одновременно мы проводили переговоры по закупке библиотеки известного ученого-североведа Клавдии Александровны Новиковой. И теперь, наряду с коллекцией Глафиры Макарьевны Василевич, в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия сосредоточены библиотеки и архивы таких крупных ученых, как Клавдия Александровна Новикова, Юрий Александрович, Лидия Ивановна, Татьяна Юрьевна Сэмы, Ефим Соломонович Роговер, Чунер Михайлович Таксами, Татьяна Владимировна Жеребина и других. В настоящее время я связан с новым директором вашей библиотеки, с Саргланой Максимовой, по книг из библиотеки академика Окладникова с его дочерью Еленой Алексеевной Окладниковой, которая работает в нашем Герценовском университете. Отрадно то, что вся Россия обращается в нашу национальную библиотеку. В частности, вот недавно шли переговоры о том, что готовится совместная публикация с Кунсткамерой и библиотекой Якутии. Недавно я общался с коллегами из Хабаровского края, они тоже очень рады, ездят туда. То есть это замечательно. Ну и говорили тоже о супруге Андриана Афанасьевича, Татьяне Владимировне Павловой, кандидату искусствоведения, тоже известному ученому, который долгое время работал в Министерстве культуры. Сейчас она доцент Северо-Восточного федерального университета. Недавно прислала мне замечательную книгу, пособие по музыкальному фольклору эвенов. Что я хочу сказать вот конкретно о книгах Андриана Афанасьевича. Дело в том, что я недавно, буквально на днях, смотрел одну из его работ, вот, которая тоже упоминалась. Она называется «Якутский депутат и российская императрица». Речь идет о Сафроне Сыранове. Почему? Дело в том, что мы к столетию Республики Саха-Якутия с Юрием Николаевичем Кравцовым, постоянным представителем Республики Саха-Якутия в Санкт-Петербурге, готовим книгу, посвященную истории взаимоотношений Санкт-Петербурга и Якутии, начиная со времен Петра I, с 1703 года. Это уже третья по счету книга. Первую книгу мы написали в соавторстве с известным ученым-североведом, академиком Академии Республики Саха-Якутия, заслуженным деятелем науки России и Якутии, директором Института проблем малочисленных народов Севера
Сибирского отделения Российской академии наук, небезызвестным Василием Афанасьевичем Робиком. Вторую книгу мы написали в соавторстве с Галиной Маратовной Макаровой. И вот эта вот третья книга, она будет посвящена столетию образования Якутской автономной советской социалистической республики. Отдельно я хочу подчеркнуть, что об этом тоже говорила декан факультета. Выпускники Якутского государственного университета, в котором я имею счастье тоже работать, сотрудничать с кафедрой северной филологии уже много лет, ныне Северо-Восточный федеральный университет, очень хорошие кадры. Кадры высококвалифицированные, востребованные, которые работают во многих регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге. У нас очень много якутян, которые занимают высокие должности и в университетах, и, начиная от медицины до социологии, во многих отраслях работают выпускники Якутского университета, в том числе за границей. Вот, и пользуясь случаем, я вот вижу Анатолия Игнатьевича Гоголева. Хочу лично его поблагодарить за подготовку кадров в области исторической науки. У Анатолия Игнатьевича целая школа научная, историческая. Его знает не только вся Россия, но и весь мир. Вот. Хочу поблагодарить Анатолия Игнатьевича за его выпускников, в том числе и за Андриана Афанасьевича. И, конечно же, хочу пожелать доброго здоровья, успехов и счастья самому юбиляру Андриану Афанасьевичу, дальнейших успехов в научной работе и всяческих, если можно так сказать, бары үчүгөй багарабын жолдах бол, здоровый бол, онна инникитин даны наукаға, онна диагар окка барта шуй боларын багарабын. Эн доорун Увейн Александр Петров. Спасибо. Спасибо большое, Александр Александрович. Мы идем дальше. И сейчас разрешите предоставить слово кандидату исторических наук, ведущему научному сотруднику Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук, к нашему коллеге из города Кызыла Марианне Мангевне Баировне Харуновой. Пожалуйста. Марианна. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да, и слышно, и видно. Iki günün mendisille hündülü Andrian Афанасьевич, irtendeyinler bolğaş başkılar, ном пайрларның кирчилери. Тывадан силерге шуктуңарга изил пайыр чедириптирмин. Дорогой, уважаемый Андриан Афанасьевич, поздравляем вас от имени Тувинского научного сообщества с юбилеем, с 50-летием. Мы вас знаем уже более 10 лет, и с каждым разом, с каждым годом вы нас удивляете своими работами, своим отношением к труду и своими человеческими качествами. И если вы позволите, разрешите, я поприветствую специально Анатолия Николаевича, Николая Васильевича, Розалию Иннокентьевну, Наталью Иннокентьевну, Валерия Карповича и всех-всех коллег, которых я очень рада сегодня видеть, слышать и чувствовать их присутствие. Спасибо вам большое за предоставленную возможность встретиться и увидеть коллег воочию. Да? Ну, пользуясь случаем, конечно, я тоже хочу сказать свои впечатления от прочитанной книги, презентация, которая сегодня у нас проходит. Я поздравляю вас с тем, что вы решили свои ранее напечатанные труды. Я посмотрела годы их издания с 1996 по 2020, 24 года. Ну, это четверть века ваших публикаций, это четверть века вашей жизни. И кроме того, что вы выдающийся ученый, как сегодня действительно заслуженно признают коллеги и мы, вы еще являетесь просветителем в хорошем смысле этого слова. Просветительство всегда было востребовано, а в наше время, такое время глобализации, я думаю, оно востребовано не менее. Книга, которая состоит из 5 частей,
Она показывает вас как разностороннюю личность, разностороннего ученого, имеющего глубокий личный интерес к истории России, к истории мировых цивилизаций, истории мира. Ну и вы стараетесь через историю России, мира показать историю Якутии. И ваша книга, ну, для меня такое впечатление, прежде всего о людях, которые являются исследователями, вашими учителями. И я уверена, что в этом ряду и ваше имя будет, и есть уже, да. А те люди, о которых вы пишете, они действительно заслуживают того, чтобы популяризировали их вклад, чтобы люди читали об их судьбах, об их взглядах, об их роли, потому что это большой воспитательный, конечно, эффект может иметь на молодежь, о чем сегодня говорили. Ну и вторая глава, посвященная историческим личностям, это тоже показатель вашего такого глубокого, широкого кругозора, знания не только исторических документов, о чем сегодня было сказано, но и фольклорных материалов, языка якутского и художественной литературы. Очень интересно читала, я за 2 дня, с перерывами прочитала вашу книгу, получила большое такое глубокое, яркое впечатление, приблизилась к истории Якутии, действительно перед глазами встают картинки. Ну, конечно, хотелось бы сказать отдельные слова благодарности художникам, чьи картины вы использовали, вот Никифоров, Иннокентов, да, Носов. Очень хорошие иллюстрации подобраны, они помогают так эмоционально воспринять, особенно исторических личностей, которых мы, может быть, никогда бы и не представили без помощи этих художников. Ну и еще я также хотела бы сказать, что эта книга, эти статьи за 24 года показывают вас как человека, которого мы знаем. Вы очень интеллигентный, воспитан, очень скромный человек. И вот эта книга показывает глубокое ваше уважение к предкам своим, к якутскому народу, предшественникам, к своим учителям. И, конечно же, я удивлена, признаюсь, я этого не знала, вашим художественным талантом. Очень многие статьи начинаются с таких поэтических буквально строк. Я думаю, вы, наверное, скрываете еще свой талант художника, может быть, вы даже рисуете, а может быть, и поете. Да, поэтому поздравляю вас, вы умеете реализоваться как профессиональный историк, которому позволяет фундаментальное базовое образование заниматься профессиональной историей. Об этом вы тоже всегда отмечаете в своих статьях. Ваши учителя в вас вложили, но вы достойный ученик своей школы, университета, своих научных руководителей, своих коллег. Но вместе с тем вы действительно просветитель якутской истории, просветитель современности. Это сегодня тоже было отмечено. Я поддерживаю абсолютно предыдущих выступающих в этом смысле, так как не у всех хватает душевной широты, доступно широким массам рассказать о своем профессиональном интересе и воспитывать в них патриотизм, то, что, в общем-то, должны делать историки. Я очень рада нашему знакомству, очень всегда рада вас видеть на всех конференциях. Я знаю, вы активно, до пандемии, по крайней мере, старались ездить на все региональные, международные, всероссийские конференции. Мы даже в Монголии с вами встречались. То есть вы действительно активный исследователь, активный человек, который занимается изысканиями в самых различных, может быть, направлениях, а потом у вас рождаются такие интересные проекты. Вы всегда созваниваетесь с нами, наше сотрудничество имеет, уже, можно сказать, многолетнюю историю. Благодаря вам у нас рождаются интересные проекты. И ваш юбилейный день рождения... кстати, сегодня также родился Сергей Кужугетович Шойгу. То есть это сегодня родились необычные, неординарные личности. Сегодня вся республика празднует день рождения нашего министра, поздравляет. Так что вы в ряду таких выдающихся людей, достойный человек якутского народа. Мы гордимся знакомством с вами. Благодаря нашим коллегам, в том числе Анатолию Николаевичу, мы тоже были в Якутии, познакомились со многими коллегами. Розалия Иннокентьевна приезжала на конференцию археологов. С Натальей Иннокентьевной мы были на конференции в Турции. Якутские коллеги, вы действительно очень активные. Спасибо вам большое за то, что вы всегда выходите на связь.
ваша научная школа, такой фундамент, заложенный предшественниками, достойно вами продолжается. Крепкого вам здоровья, Андриан Афанасьевич, долгих лет творчества. Ну и приглашаем вас к нам в Туву. До новых встреч. Всего вам самого доброго. Спасибо большое за то, что пригласили на презентацию. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас я хочу предоставить слово кандидату исторических наук, научному сотруднику Института славяноведения Российской академии наук Лидии Юрьевне Пахомовой. Лидия Юрьевна, пожалуйста, я вижу, вот экран включен, сейчас микрофон включите, пожалуйста. Добрый день, меня слышно? Да, и слышим, и видим. Добрый день, Андриан Афанасьевич, добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо Андриану Афанасьевичу и организаторам за приглашение на презентацию книги, на юбилей. Поздравляю вас, Андриан Афанасьевич, с днем рождения. Желаю вам новых идей, новых книг и крепкого здоровья для всего этого. Пусть у нас будет ваша школа. Желаю вашим ученикам и коллегам разделять и развивать вашу работу. И я могу с полным правом сказать, что училась у вас. Первое знакомство с историческими источниками у меня было на ваших уроках, и первый интерес к архивным документам привили именно вы. Я помню, как вы учили работать с источниками и анализировать их. Я очень благодарна вам за то, что вы открыли целый мир, где есть исторические источники. Сейчас я, собственно, работаю в архивах. Это моя работа заключается в работе в архивах и в анализе документов. Дальше я хотела бы сказать несколько слов о только что изданной книге. Поздравляю вас с выходом сборника. Меня книги, на самом деле, не только в сегодняшней, но и вообще в работах Андриана Афанасьевича совершенно поражают несколько моментов. Их уже упомянули коллеги, но все же позволю себе коротко поделиться своими мыслями. Во-первых, поражает и восхищает междисциплинарность. Совершенно потрясающе, как Андриан Афанасьевич умеет сочетать и анализировать разные материалы, этнографические, археологические и письменные документы. Понимаю, что сама история Якутии позволяет роскошь одновременно пользоваться разными источниками, но рассматривать комплексно и делать выводы не узкоспециальные, а широкие и глубокие – это такое супермастерство, к которому стремятся и которому завидуют многие исследователи. Во-вторых, статьи и интервью Андриана Афанасьевича – это образчик просветительства, основанного на научных данных, без излишнего упрощения. Историк показывает, что все было сложно, в истории нет ничего и не было ничего простого, нет только белого и только черного. И нам очень повезло, что профессиональный историк неустанно объясняет и рассказывает о нашем прошлом. И мне кажется, в этом плане книга, которая сегодня в центре внимания, в которой собраны научно-популярные работы, может занять некоторое место в том, что сегодня называется публичной историей. Поскольку дисциплина новая, трудно сказать точно, как это все будет соотноситься. Одно, можно сказать наверняка, тот, кто будет заниматься публичной историей Якутии, он обязательно обратится к Андриану Афанасьевичу и его работам. Третий факт, который восхищает, это то, что автор знает всю историю Якутии, и не только знает, но и изучает, как жили, как присоединяли, как сопротивлялись, как управляли, как подчинялись, как учили, как учились, как боролись, как реформировали, как развивались, как развивали и так далее. Я не зря употребляю такие глаголы, потому что в фокусе
работ Андриана Афанасьевича все время находится отношение центра и периферии, окраины и империи на протяжении нескольких веков. Конечно, в работах Андриана Афанасьевича используется не только оптика исследований империи и национализма, но и много других инструментов. Но это читатели пусть сами посмотрят. Я желаю читателям открыть для себя увлекательную историю, которую рассказывает Андриан Афанасьевич. Еще раз поздравляю вас с юбилеем, желаю вам хорошего, плодотворной работы и всего наилучшего. Большое спасибо. Спасибо большое, Лидия Юрьевна. Разрешите, и вот я увидел среди участников нашего сегодняшнего мероприятия Валерия Карловича Чертыкова. И разрешите предоставить слово кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, нашему коллеге Валерию Карловичу Чертыкову. Пожалуйста, Валерий Карлович, включите микрофон. Вы нас слышите, Валерий Карлович? Меня слышно? Да, все видим и слышим, пожалуйста. Валерий Карпович Чертыков. Все понял, спасибо. Арлы Андриан Афанасьевич. Алқыстапчас сені түйреткеніңнен еліксіз толғаныңа. Прайс сіздерге мұртчевс, алғыс вчетірсес шалабит сіздерге хакасиядан. Уважаемый Андриан Борисович, поздравляем вас с вашим юбилеем. Ну, здесь было много сказано теплых слов в ваш адрес, и Марьяна Харунова, и другие все. Но что меня вас поразило? Ваш кругозор очень обширный, вот что я вам хотел сказать. Ну, я, конечно, присоединяюсь ко всем поздравлениям. Вот, я хотел бы по делам с вами переговорить, пока есть возможность. Вот наши филологи, значит, фольклористы, языковеды сотрудничают с якутскими коллегами, а вот у нас как-то вот между историками связи никак не получается. Скажите, у вас есть какие перспективы сотрудничества между хакасскими и якутскими историками? Как вы видите ваше видение? Ага. Рад приветствовать своего хакасского коллегу Валерия Карповича. Очень рад, что вы подключились к нам. Спасибо. Да, конечно, потому что история Хакасии, история Якутии, она типологически очень близка. Потому что примерно в одно время и хакасы, и якуты оказались в орбите истории русского государства. У нас схоже протекали процессы присоединения в какой-то степени, может, не совсем с точной копией. Конечно, у вас очень сложные были процессы. Вот. Это связано было с пограничным положением, там и политической ситуацией. Но, тем не менее, в дальнейшем, вот в 18-19 веке эти процессы уже были достаточно похожими, потому что к вам рано пришло, значит, православие, да, христианизация, да, начались процессы, значит, развития земледелия дальнейшего, да, тоже связанного с влиянием вот русской традиции. Вот. Ну и, наконец, вот вы правильно заметили, что наши коллеги, это языковеды и фольклористы, они, может быть, даже больше имеют оснований сотрудничать. Да они и сотрудничают, потому что я знаю, что вот литературоведы наши, да, начиная еще с наших старших коллег, да, 70-х, 60-х годов начинали сотрудничать, да, вот. Ну а языковеды, по-моему, и до сих пор они активно работают, да, так или иначе, да. Поэтому вот я думаю, что накопился определенный уже опыт, да, уже, наверное, можно перейти уже в новое качество сотрудничества, то есть уже комплексно работать, да, то есть, видимо, надо какие-то проекты уже комплексные разрабатывать, да, с привлечением различных специалистов, да, не только вот историков, языковедов, литературоведов, но еще и другие, да, специальности. И мне кажется, в этом плане мы могли бы понять очень много из закономерностей вот процесса вот вхождения, присоединения, да, этих народов в состав русского государства и вот взаимодействия культур. И мы знаем, что древние культуры якутов и хакасов, они когда-то очень давно
вышли из одного корня, и вот было бы интересно понаблюдать, как они уже в составе нового государственного образования развивались. И в этом направлении тоже было бы интересно сотрудничать. Вот я бы так ответил на ваш вопрос. Спасибо. Да, слушаем, Валерий Карпович. Ну, благодарю за ваш ответ. Но я думаю, археологи в таком случае могли бы подключиться, если древней истории у нас письменности, к сожалению, нету. Поэтому это удел археологов у нас так получается, так получилось. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Валерий Карпович. Он перевел наш разговор, нашу презентацию уже в более такую практическую плоскость. И в этой связи я, наверное, как раз хочу предоставить слово нашему краеведу, отличнику культуры Республики Саха-Якутия, почетному гражданину Намского улуса Ульяне Дмитриевне Сивцевой. Вот тот человек, который очень давно взаимодействует, работает вместе с Андрианом Афанасьевичем и который вот имеет уже очень много практических результатов этого взаимодействия и сотрудничества. Пожалуйста, Ульяна Дмитриевна. Ульяна Дмитриевна, включите микрофон. Так, ну, я вижу, что она на связи, но что-то, камера включена, но вот микрофон пока не включен. Ульяна Дмитриевна. Хорошо, пока Ульяна Дмитриевна решает некоторые пока технические проблемы, давайте предоставим слово. Я вот вижу среди участников нашего мероприятия Виктора Даниловича Михайлова, доктора философских наук, одного из популяризаторов науки в нашей республике. Пожалуйста, Виктор Данилович, вам Спасибо. слово. Спасибо. Слышно? Да-да. Я, пожалуй, с семьей Андриана Афанасьевича знаком больше всех, более 60 лет. Поэтому он для меня родной. Когда я приехал в Якутск в 1981 году, ему было 10 лет. Его мама, моя одноклассница, Айталина Андриановна Слепцова-Борисова, его дедушка-бабушка, артисты Саха-театра, мы жили в одном доме. Поэтому связей было много. Есть много воспоминаний, есть много впечатлений. Об этом, конечно, рассказывать не буду. Время позднее, поэтому я сокращусь вот по этой части. Спасибо, что очень хорошо разобрали эту работу, новую книгу Андриана Афанасьевича. Андриан Афанасьевич очень плодотворный автор, очень много пишет, он трудолюбивый ученый, а многие почивают на лаврах. Это не всем под силу расти и совершенствоваться. Это действительно ученый большой, который сочетает в себе три направления ученых. Это новаторы, генераторы идей, это интерпретаторы идей и это комментаторы идей. К сожалению, счастливая такая ситуация, когда в одном человеке все эти три направления исследовательской деятельности сочетаются. Вот. Поэтому-то он и плодотворный. А многие остаются иногда на уровне комментаторства, в лучшем случае интерпретаторства. Это тоже полезная работа, но тем не менее, конечно, для науки не тянет, как говорят сейчас. Да? Вот особенно мне понравилась рецензия и отзыв на эту работу Николая Васильевича Икеева. Я свою преподавательскую карьеру в качестве молодого кандидата наук со своей покойной супругой Тамарой Михайловной начинали в Горно-Алтайском пединституте. В
1977 по 1981 год я работал старшим преподавателем кафедры философии и истории КПСС Горно-Алтайского пединститута. Поэтому я помню очень многих. Многолетний ректор Горно-Алтайского государственного университета Юрий Васильевич Табакаев, тогда был молоденьким кандидатом философских наук. Я помню Ивана Петровича Едокова, директора ЕЛИ Горно-Алтайской. Я помню Сазон Саймовича Суразакова, Сергея Сергеевича Каташа, Нину Николаевну Суразакову. Ну, многих я помню, Аксакалов того времени, сейчас их нет уже на белом свете, но они очень хорошее впечатление оставили, они были моими наставниками, я у них многому учился, как вот начинающий преподаватель. Мое счастье заключается в том, что я педагогическую карьеру начал именно в пединституте. Там особые требования. Это не университет, это не, как говорится, невольница определенная, ну нет худа без добра, там был порядок, там была какая-то вот методика, нас заставляли очень сильным методистом быть, поэтому я вот 3 с лишним годам пребывания в Горно-Алтайском пединституте очень высоко ценю, они сформировали во мне педагога. И когда вот услышал Николая Васильевича, и вот нахлынули тоже определенные воспоминания. Маленький городок, уютный городок, между гор городок, ну, практически 1-2 улицы, вот прямые до Майми, до Ачамала, ну, очень хорошие такие воспоминания. И вот Николай Васильевич по поводу книги высказал ну, вот такое замечание о том, что и привел пример Седоковым, я с ним не знаком, который интервью брал и как-то там привносил свое субъективное. Но знаете, вот современная популяризация науки на том и стоит, потому что от классической научной рациональности гуманитарная наука давно перешла не классическую и даже постклассическую научную рациональность, что граничит постмодернизмом. Сейчас без субъективной оценки, без личного индивидуального видения прошлого никому это не интересно, понимаете? Нужна оценка. Нужно свое видение. Поэтому, конечно, отсебятин будет еще больше. Сейчас вот такая постмодернистская, говорят, воспитанные в классической научной традиции, они не понимают это. И я тоже не очень перевариваю, но тем не менее аудиторию держать и как-то читателей там это самое занимать в какой-то степени без постмодернистских каких-то вот вещей практически невозможно. От нас не требуют не сухие факты, а личностное отношение, интерпретацию. Не только комментарий, но и личное отношение. В этом отношении работы во всех жанрах. Потому и охотно его публикуют в газетах, охотно берут в научно-популярных журналах. Он основной автор журнала «Илин», который котируется во всей России, и даже зарубежные ученые интересуются этим культурологическим журналом. Это краса и гордость нашей республики. Честь и хвала Олегу Ильичу Сидорову. Не всякого берут вот эти газеты публиковать, понимаете? Говорят, железобетонным языком написано. Читатели не поймут. Там никакой оценки нету, никакого личностного момента нету. Сейчас котируются те историки, конечно, здесь есть границы дозволенного. Есть красные линии, красные флажки. И надо, как говорится, на грани фола работать, чтобы там в ущерб популяризации не пожертвовать научностью. Не всем это удается. К сожалению, некоторые за дешевой популярностью, как говорят, да, иногда ломают историю. Есть у нас эти самые, как говорится, историки
историки, ну, я не знаю, так какие совершенно там новые видения, новую оценку какую-то невообразимую ведут. Но Андриан Афанасьевич ученый, который держит эту линию. Его не уличишь в том, что он отошел от традиционных каких-то вот научных, классических вот вариантов интерпретации истории. Но они читабельны, они читаемы, они доходят до ума людей, иначе не привлечь. Поэтому, ну, долго я уже говорю, остановлюсь, просто вот поздравляю Андриана Афанасьевича и Айталину Андриановну, заодно мою одноклассницу, вот я ее вижу и радуюсь. Сыну уже 50 лет, годы идут. Когда-то тоже мы были рисаками, когда-то тоже мы были молодые, красивые. Теперь уже, ну, мы, мужчины, уже седые, так что тут доблести нету. Знаете, прогресс во всем происходит тогда, когда молодое поколение превосходит предыдущее поколение. Иначе нет прогресса. Если мы будем жить воспоминаниями, если мы будем жить хвальбой и восхищением прошлого, наверное, ни на йоту не продвинемся вперед. Я вот слушаю и радуюсь своим молодым коллегам, какие они продвинутые, как хорошо они говорят, как хорошо они оперируют фактами, как хорошо разбираются в методологии. Вот Лидия Пахомова совершенно вот правильно подметила, что нынешняя наука развивается благодаря методологическому плюрализму, благодаря современным продвинутым методологии, компаративистике. Иначе тоже будет понять, когда нет сравнения, нет понимания, все постигается в сравнении. Поэтому вот особенно вот последняя работа в этом отношении очень интересная. Не случайно здесь очень много из братских тюркских республик, автономии, как говорится, они тоже участвуют активно, потому что так или иначе наши истории, вот это самое, очень похожи, одна типология, поэтому, безусловно, сравнение, и сейчас без сравнения никакая научная работа ценности не представляет. Поэтому поздравляю Андриана Афанасьевича юбилеем, это середина вашей карьеры, долгих лет жизни и благополучия в семье. Очень хорошо, что у вас смена подрастает, скоро обрадуешь свою маму тем, что она станет прабабушкой, надеюсь на это, и хотелось бы, чтобы это наступило. 50 лет уже человек физически и духовно созревает быть дедушкой, поэтому я желаю, чтобы ваш род имело продолжение. Долгих лет жизни, многое лето, Андриан Афанасьевич. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Данилович. Разрешите еще раз обратиться к Ульяне Дмитриевне Сивцевой. Удалось ли вам подключиться? Это, еще раз повторю, это наш краевед, отличник культуры нашей республики, почетный гражданин Намского улуса, который многие годы совместно вот сотрудничает с Андрианом Афанасьевичем. Результатом такого тесного сотрудничества стало несколько очень таких хороших книг, изданий по истории Намского улуса. Пожалуйста, Ульяна Дмитриевна. Барыгытыгар эгерде бу үтө күнүнен Уаннаттан Андриан Афанасьевич уяңардагы үблейгынан эгерделен туран өссө даганы элбеге оңорок бүттен эренебин 2000 жыллактан мен бу Андриан Афанасьевич билебин так 2000 жыллакка Василий Николаевич Иванов директорды олордогуна беге сағалабыппыт, бұл мен авторская программа бар, конференция гытан,
Онтан алата меха бу отдел крутун көмөлөһөр, этнографтар да көмөлөһөллөр, фольклористар кытта олонкого программалар, итинник программалар даакпын элбек. Онотон бу ман үтүе улахан үйдәк чөн кытта догордахан атастахан бу элбек үлелербин оңон бердилер, сырдатан бердилер. Онотон бихик краеведтар салгы таргатабыт эһүлэгетин. Онан зенник ыкса үлелергит наха чугай. Андрей Афанасьевич туран бу кинигетин ақтым. Туақтағана хобай өр сылларга статья бөгіні сүрілбіт, үле бөгіні гыппыт, журналларга еген барыда тақсан, ити нарокка чугас, болар итинник общениялар, кәпсетилер, үлелері тақсылары, ол еген оттан бу хамай улахан Россия биллер ученый бу үлетге румса түспәкке народ теке ме көрөрө наha макталлар жела. Атак би Андрей Афанасьевичтин элбэх конференциялары гыттыбыт. Итинне ме Петро Пантелеонович карды диен эме итинне конференциялар кини эме тәңе үлеләһән эме элбәгә теддек үлеләте бит. Атак бу история долины Кселя в русских документах 17 века бу кенеки тахсыбыт кинеге бит ите бастыкы бу пуга бу киз бу пуга эме үлеләһә җабыт. Атак бу хас бирди кинеге архив документлар эме сына бар эме археология курдук. Тойтарген археологияга тирегереммит бехсаманан ситерем беребит. Өсө хорогор археологияттан даганы Дакастан таарабыт. Археология кыян маннык булбатаган беге архивтан буламмыт эме итинник Дакастыбыт. Ол курдук же тох Петр Бекетап, Иван Галкин, Остроктара, амана кадна тутулубуттарын, археологтар булбатактарын беги архивтан буланылыбыт. Бу кинигега саңа бу киниге битигер таксыбыта. Онон де сөйлелехемит бу пандемия мехейдәте, атак республиканан да барык бутын сөп, сырдатык бутын сөп. Бу манна каз бирди архив документна тоқтағаны былыргы 17 сүйеға қахандағаны ахылыбатақ документтар көһүннүлер бүкеннигиге. Итинне бу Андрей Афанасьевич киниге тигер пока эти кирбетех, итиннеги үлелере тоқтара бу кирбиттер. Ата бу киниге тинен өссө бу манны үлелен, кини өссө бу атын тахымга тахсан историяны биги саңалы арыян көрөр бүтүгер бу маннык документтар эме архив документтарынан итинник өссө ахыллан арыллан ихеллер. Онан оттон өссө даганы үлелек битжаныбын бу документтарга колобура каз бирдитигер художник ургуйдуан сөп, сурьячы кепсен сehen сурьон сөп, киносценарист туран кине дөхөрүөн сөп. Онан колобура бу манна биги тыңчал түйүстөрдөн 2 хыллагы билип перепис Россиян бастыкы перепис боларан ити биги көрдөбүт. Жена Россия тыңчал түйүстөрдөн 6 хыллагы перепис болмута. Онан болганы бу бастыкы перепис бар бут сиригер аманнага кайда гырылак соостук бар бутун өйдөбөк көбөт бу кулланмыт итинник олоктоктор колобура итинник өйдөбөккө быйлан болбутугар итиннеме интерехене көрүүлөр баалар. Оны паярка болохдаганы 3-3 кийини огону жактору маппатага билинне тойдаргын оло
бу раскопкага даганы киһи булбат тугун биһи документынан булан ыллыбыт. Онан итинник барытын сырдатан кепсен урукку сыйhöй дөбүлү билиңәңе дылы бу сахан орота гыраханны кылынарын битинен суакканабыт. Бу Андриана Панасьевич сахаригер кини соготоона билигин агар данное время. Бурут Иванов Василий Николаевич ген агаллар эте, оны сөт төт кас эбиттер. Онан болланы бу билигин билинги кемге бу соготок Андриана Панасьевич агар итини. Онан же бу кинека суолу берин салаячылар бу манныкка сөжоннору үйреттинер. Үйретенсеп онна университеттерге көмүлөһөн эметинне бу маннык туактары агылары уроктары эме берен сөбөбүт. Онун боллана Андриана Панасьевич бу краеведтерде туханабыт, ученыйдар эме түгәрембе тилталаячылар ген туханар китгәрден улахан бияга сахан оротор барды улах тухалах демне тебен итинник көрүүнү бинар советский кемере браник тибет оны ревюретебит кенге бөгөтөнө таксыбыта то бөгөтөлүбүтэ чинчи советский кеме. Онтан он сетте сүйе вообще даган олохтарны ите токрептар Ионова оны даганы кантанары булбут сорок документтер кечи сабылак булактары онан кайдар этинник гынан кенелер сыйга туруюларын кулабыра бу саңа көстүбүт документтер эме итине сырдатан арыян береллер. Ото, конечно, улахан ученыйдар эте тойкол кемгетинник документтер бар сабылактыры булу. Оны да бу буламыт ит Андриана Панасьевич тетте. Чонан бу Андриана Панасьевичка улахан мактал өсө бу келер үбилейге багарымя пандемия токтатыгына республика үрдүнен ити 18-19 сүйелерге эми Андриана Панасьевич краеведтер кытта оны багар мен эми авторский программа бунан конференцияны каяндык ыппыт оны каз бирди народ каз бирди бу биги сакын народа улустарынан би история бутын итинник ученыйдар бут үлели дайжаллар билген дагана билген өссөтү булыргы 18 сүйеттен эме 18-19 сүйелери өссө араян өссө маннык үйрөтекай кепсетекай ден ыңырабын баргытер мактал Андриана Панасьевич үвлейгинен жекергеңер жолу хорпуну баарабын үлөгөр сиктигини Улахан мақтал үлен митіне әйгеме жоллах болын, сетихини өсө дана халгы лили турақпыт. Спасибо. Я вот для наших коллег из Тувы, из Хакасии и других регионов немножко хочу перевести то, что сказала Ульяна Дмитриевна. Вот мы с Ульяной Дмитриевной, это один из именно таких краеведов наших, которые уже долгие годы не просто работает, а болеет за дело вот именно краеведения, да. И действительно, вот она рассказала о наших проектах совместных, которые мы уже на протяжении десятилетий ведем, да. В том числе она упомянула наш сборник русских документов 17 века, посвященный вот именно истории Намской земли. Намский улус – это один из крупных улусов Якутии, находится в северной части Лено-Амдинского междуречья. И вот вы не поверите, мои коллеги, да, обращаясь к коллегам из других городов, полностью вот этот сборник был сформирован, вернее, вот, скажем так, эти документы были найдены, да, и, так сказать, скопированы, да, из фондов Российского государственного архива древних актов именно вот Ульяны Дмитриевны Сивцевой. Поэтому вот этот сборник – это совместный наш труд. Мне оставалось только их вот транслитерировать на современный русский язык, написать комментарии, да. Поэтому вот это вот об одном из наших проектов она рассказала. Вот. И я вот сейчас вот, поскольку уже время у нас достаточно далеко ушло, да, я вот думаю, сейчас, наверное, уже... Вот я смотрю, вопросов, по-моему, не было, да? Я думаю, что уже достаточно было сказано. Я хочу сейчас уже, как бы завершая
нашу сегодняшнюю встречу, хочу сказать слова благодарности. Конечно, поскольку это была презентация, посвященная книге, я бы хотел сказать слова благодарности, конечно, прежде всего тем, кто непосредственно работал над этой книгой. Ну, книга, собственно, началась с указателя моих трудов, который составила Валентина Николаевна Павлова, о которой сегодня уже говорили. Она старейший библиограф нашей библиотеки. И вот, собственно, с этого указателя и началась вот эта книга. Мне благодаря этому указателю удалось быстро собрать этот сборник. Также, конечно, благодарю ту команду, которая работала над этой книгой. Это вот благодаря, опять-таки, Национальной библиотеке, ее директору Светлане Ивановне Максимовой и ее сотрудникам, которые помогли мне собрать этот сборник. Ну и, конечно, моим дорогим помощникам, это вот ответственному редактору книги, моей супруге Татьяне Владимировне и моей дочери Айталине, которая оформила сделала художественное оформление книги. Она студентка Арктического государственного института, учится на художника. Я благодарю всех вот издательства Северо-Восточного федерального университета, которое в короткие сроки вот начало издавать тираж этой книги. И также я хочу сказать слова благодарности всем, кто выступил сегодня со словами поздравления, всех моих коллег Института гуманитарных исследований, руководству института, которое поддержало меня и сделало такой, я считаю, царский подарок. Это вот 15-томный большой толковый словарь якутского языка. Вот. И, значит, своих коллег по отделу, историков, коллег Северо-Восточного федерального университета, которые тоже все время поддерживали меня, и мы с ними сотрудничаем, у нас есть совместные проекты. И всех тех, кто сегодня выступил. Ну вот, просто завершая сегодняшнюю работу, ну, я думаю, сегодня, безотносительно от того, что мне исполнилась такая дата, я думаю, что вот эта книга, которую мы издали, я говорю, мы издали, да, я думаю, поможет нашим и коллегам, и краеведам, и всем, кто интересуется историей. Вот именно с этой целью она издавалась. Ну вот, поскольку уже время заканчивается, да, ну вот мы, как бы, когда планировали нашу презентацию, мы говорили, что заключительная часть будет в таком свободном формате проходить, как обмен мнений. Вот у нас она уже идет фактически, да, выступили несколько человек. Ну вот я бы еще хотел предоставить слово, ну, уже Вячеславу Ивановичу, моему коллеге. Тоже приношу слова благодарности за то, что он разделил со мной радость и помог мне провести эту презентацию. И вот я бы хотел сейчас, ну вот, может быть, вот кто сегодня у нас принимает участие, ну вот моя семья, сегодня вот сказал Виктор Данилович, без этого, конечно, не состоялось бы ничего этого, да. Ну вот, я думаю, что было бы логичным, да, в конце нашего разговора перейти уже, ну, уже такой достаточно неформальной обстановке, может быть, да. Может быть, я предоставлю слово кому-то из моих помощников, вот из круга семьи. Татьяне Владимировне, вот моему ответственному редактору. И, пожалуйста. Здравствуйте всем. Я очень сегодня волнуюсь, потому что такая большая дата, большое событие. И как вот Чебурашка говорит, в мультфильме мы строили, строили и построили. Вот эта книга действительно, ну, может быть, знак признания, уважения нашей семьи. И я рада, что
дети стали рядом, что сын помогал набирать вот эти все статьи. Валентина Николаевна, моя мама, помогала это все собирать, потому что очень сложно, вы правильно говорите, найти все вот эти издания сейчас, когда они находятся в таком разрозненном состоянии. Библиотека практически находится в таком режиме дистанционной работы, поэтому на самом деле это было сложно, потому что прошло, оказывается, уже так много времени, и такая мысль пришла, что уже пора начинать собирать камни, да? И вот такой первый пробный выпуск в этом смысле. Поэтому я очень рада, что наша дочка Ирина Андриановна смогла сделать вот обложку, идею, очень интересный цветовой подход, все форзацы, заставки, оформление, подбор картин художников, иллюстрации. Все было вот с ее подачи, с ее художественного вкуса. И очень многие уже высоко оценили вот именно такой ее подход творческий. И я думаю, что на самом деле эта книга, она даст хороший результат спустя некоторое время, потому что хорошее видится на расстоянии. Удивительно, что вот в прошлом году мы отметили 25 лет нашей свадьбы с Андреаном Афанасьевичем, и я иногда для себя открываю его каждый раз с новой стороны. И сама в этой книге, когда я ее редактировала, когда мы собирали, делали вычетку, нашла очень много интересного и понимаю, что иметь такого супруга — это очень большая ответственность наша перед, может быть, якутским народом, перед республикой, потому что, давая ему возможность работать, вдохновляя его, вот как бы можем делать что-то хорошее для такого большого общего дела. И его работа, она очень, правда, хорошая. Спасибо. Уважаемые друзья, завершая наше сегодняшнее мероприятие, презентацию, я присоединюсь к словам Татьяны Владимировны, что действительно эта книга найдет благодарного читателя и сыграет свою роль, я в этом уверен, в популяризации истории Якутии. Она найдет многих очень таких почитателей и продолжателей. У нас действительно очень мало ученых, историков, именно популяризаторов науки, которые бы ставили вот эти вот вопросы, которые бы поднимали их и пропагандировали дальше, шли бы в массы. А ведь мы прекрасно знаем, что вот по тем соцсетям, которые дискуссии идут и так далее, что эта тема очень актуальна, они сегодня обсуждаются народом. И вот эта книга, она как бы в том числе и является ответом вот на этот вызовы этого сегодняшнего дня. И она станет как раз настольной книгой для многих, в том числе и молодых ребят, для которых, возможно, она станет в том числе и толчком для самоопределения и нахождения своего пути. И я более чем уверен, что историческая наука Якутии вот именно в виде данной книги, наверное, получит такой толчок для дальнейшего своего роста, в том числе и популярности. Но и здесь, опять-таки, с другой стороны, хотелось бы еще один подвести такой итог. Вот эта книга выходит параллельно вот с другой книгой, это уже академическая история Якутии. И вот как раз Андриан Афанасьевич держит ее в руках. Это второй том. Вообще у нас эта история Якутии выходит в 3 томах. И это тоже определенный результат большой очень работы, такой совместной большой работы Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Академии наук и наших вот научных учреждений нашей республики, вообще всей исторической общественности нашей республики. Дело в том, что предыдущая академическая история Якутии вышла почти 60 лет тому назад, и вот на сегодняшний момент вот завершается издание такого крупного
капитального труда, который, наверное, ближайшие 50 лет также вот будет настольной книгой всех ученых нашей республики, вообще всех интересующихся историей Якутии. История Якутии – это, наверное, очень такой важный момент для всей истории и Дальнего Востока, и Сибири, и российского государства, и поэтому оно найдет почитателей, думаю, на всем академическом пространстве не только страны, но всего и мира. И вот эта вот книга, вот сигнальный экземпляр держит в себе Андриан Афанасьевич, и несколько слов он, наверное, о нем тоже сейчас скажет. Спасибо. Ну, я думаю, что завершить нашу презентацию вот на такой, ну, скажем так, высокой ноте, я думаю, вполне уместно, потому что вышел первый том истории Якутии, вот это пришел сигнальный экземпляр истории Якутии, второй том, где вот я участвую. И вот мы ожидаем теперь третий том. Это еще не презентация, так это просто, скажем так, анонс. То есть в этом году у нас будет вот уже, когда выйдет третий том, уже будет презентация. Вот я думаю, вот один из итогов, может быть, нашей презентации сегодняшней. Ну, еще раз я всех благодарю за участие, благодарю за теплые слова, за слова благодарности и всем тем, кто вот принимал участие вот в сегодняшнем разговоре, в сегодняшней презентации. Спасибо большое. Всем спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить Национальную библиотеку за предоставление данной площадки. Благодарю всех участников сегодняшнего мероприятия. До свидания. Всего. Всех благ, всего хорошего. Хорошо отпразднуйте. До свидания. До свидания. До свидания, всего хорошего. До свидания. Не говори, Андреа, что 50 лет стукнуло. Ты еще молодой. Да-да-да. Ждем новых творческих побед, Андриан Афанасьевич, и общественных. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всем спасибо за замечательную презентацию. Спасибо.